Ne kırık ne uyandım da aşık buldum beden şifanğa. Bu havana sinde suysın bir yaşısın bir. Кто заинтересован, просто меня это поразило. Я говорю, ну, слава, если надо дать должное, они не дошли до Украины. Здравствуйте, салам алейкум. Прошлый раз мы здесь собрались и познакомиться, да, уважаемого Сакала, когда он заказывал, что все тюркское, на территории России. Да, и я действительно, как раз до этого мы здесь провели круглый стол, диалог культур наших тюркских народов, и вот через несколько дней вы участвовали с вами в встрече с историками. Вы сказали, что на территории России и создание мостов, оказывается, только создали. Я полностью с ним согласен. Действительно, очень много говорили о фальсификации, как это история, что, к сожалению, наши друзья нам тоже в этом много что делали. Ну, что-то вот всегда, к сожалению, боятся тюркское сказать. То есть создание мостов и так далее. Поэтому я думаю, что именно через диалог культур наших народов, тюркских народов, я думаю, что мы можем и фальсификацию убирать, и близко узнать друг друга, и жить между собой, и общественно-политический союз создавать, и будущую, может быть, партию создавать и так далее. Только, я думаю, дружбе между нашими народами. Потому что, если взять одни татары, будут доказать, что монголо-татарского ига не было, сильно не хватает. Надо помочь азербайджанцам, помочь народу. Я вот после того, как историком встретился, нет, после нашей встречи, помните, Борисов, который приехал, друг его, да, значит, он рекомендовал нам читать Фоменко и Носович. Я пошел домой, открываю, читаю как профессора МГУ Фоменко. То есть я предполагал, у меня были выводы такой, что монгол-татарский не был, а Фоменко по фактам, по хронологии подтверждает, что действительно такого не было. То есть вам рекомендую это читать, очень интересная книга. Да, вот я знал, что Россию европейцы до 19 века назвали татарией и боялись. А он как раз пишет об этом, что это совместное проживание, никакой монгол-татарский иго не может быть, это совместно создали российское государство, и история дальше продолжалась, перешли к следующему периоду. Если взять интернет, да, в Фейсбуке, каждый народ как бы есть контакты свои. Допустим, татары общаются между собой, азербайджанцы между собой, там, якуты между собой и так далее. Я думаю, что вот информационное пространство, как бы, да, если вот взять, первый вопрос, наверное, стоит о том, чтобы как-то объединять наши информационные контакты. Допустим, сегодня, вот я знаю, есть August News, можно туда размещать все. И татарские, там страницы есть, и тумокские, и татарские, и карачайские и так далее. То есть, во-первых, я думаю, что как бы размещать информацию в наших сайтах, как бы создавать общий сайт. Может быть, есть какой-то другой сайт, больше развить, чем ОГУС, можно там размещать опять же. Там, где страницы открывать по всем тюркским народам. То есть через сайт, я думаю, что можно объединять вот наши, так сказать, культурно-исторические связи. Я добавлю, Да. добавлю в этом. Вот есть такая организация ВАТАН, Всемирная общая ассоциация тюркских народов. А он, ассамблея, да, он уже действует где-то 20 лет, наверное. Сейчас он базируется в городе самый Казагурт, рядом с Шымкентом. Они называют его Шымкент, Казахстан. Да. Вот. Они, что там сделали? Они решили создать общетюркский орта Türk-Tili, чтобы у каждого народа взять общие слова. У нас же есть общие слова, корни, слова, которые вот, бар, допустим, бар, всем понятно, да. Вот. Кель, ал, вот такие слова собрали, в каждом народе есть такие слова, и создать словами.
в общем-то, Урта-Турк-Теле. Вот его уже вроде создали, вот сейчас бы развить вот этот Урта-Турк-Теле, чтобы нам общаться на этом языке, всем на этом языке общаться, вот, и развивать, и газеты, сайты создавать на этом языке, то есть массовые коммуникации. Иначе никак нельзя. Ну, вот я тут представили, вот это самое, вот у Гаяров в сайте висит там этот словарь Урта-Турк-Теле. Мы они разработали, я хочу там они немножко акцент на самое, на язык сделать на аугустский. Но мне кажется, там еще не хватает немножко кыпчакского. Это кыпчак, аугустский язык, это, в общем-то, совокупность, это всех тёрков захватывает. Но там он не турецкий язык, не узбекский, не татарский, ну, в общем, такой, с каждого народа, у нас где-то народов, тюркских народов, где-то, наверное, более 20 или 30 даже. Очень много тюркских народов у нас в России, на севере у нас тюркских народов, они очень по численности малочисленные. Вот тюрки язычные. Мы их порой даже не знаем. Вот Тофалара, там где-то их 5000 человек, там есть еще 200 человек, 30 человек. Ну, язык же есть, это приходит, они древностные, общие. Вот это тоже наш родственники, близкие родственники. Вот. Если бы вот действительно этот самый язык заработал, мы бы воспряли к тому, что вот Можно я за несколько сейчас слов я закончу. закончу? Вот до революции вот это самое, говорили, вот выходила в Крыму газета «Тарджиман». Вот эту газету читали, и в Баку читали, и в Казани, и в Саратове читали, и в Астрахани читали, везде читали. А сейчас мы не можем, нам разделили языки, алфавит каждому сделали, и алфавит вот, невозможно прочесть, тоже на основе кириллицы, по-другому там, какие-то разные, уже разные значки, уже невозможно прочесть. Понимаете, у нас за 70-80 лет настолько языки отдалились, надо бы опять вернуться сюда. Извините. Ну вот я хочу добавить в таком случае. Мне кажется, что язык будет жить тогда, когда у него внизу есть почва экономическая, экономика. Вот в наше время такой вот язык таким, у нас, например, является русский язык, потому что экономические все предпосылки, они так сложилось исторически, что они все русскоязычные. Не зря же мы обратим внимание, что слабо Тюркской республикой, как скажем, Киргизии и так далее, они по-русски говорят, не говорят по-киргизски. Почему? Потому что у них нет терминологии, они развиты язык, они не могут служить экономике. Другой пример, английский язык. Он стал всемирным языком, потому что огромная масса экономических связей проходит через Америку, через Англию. И он постепенно завоевал весь мир. А если предполагать, что мы искусственно будем там создавать культурный, то он будет нежизненный. Ну, он может быть это культурное, подожди. Согласен с тобой абсолютно. Культурные потребности и какой-то части интеллигенции будет обслуживать, а так он вряд ли приживется. Я полагаю, что вот мое мнение какое, что я, например, практически в этом направлении работаю, так, значит, сейчас вся эта вот информационная технология идут через программирование, и сейчас вот идет это одновременно лингвистика и компьютеры. Я в свое время это делал для татарского языка. Мы создали электронные словари татарские, русско-татарские, и второй словарь создали татарско-русский словарь создали. Второй словарь это слова коренных слов, то есть под татарским языке корни, к ним различные такие прилипали там аффиксы, суффиксы, какие-то значения принимать. Так мне кажется, что в первую очередь, если вы говорите о проникновении тюркских языков одного языка в другой, он лежит на пути пока что создания отдельных, хотя бы вот этих электронных словарей для каждого тюркского народа, каждого тюркского языка.
И вот там выделяется, ведь это, когда эти электронные слова появятся, тогда появляется возможность выделить общие слова. Опять-таки не умозрительно, а путем программирования. И тогда, наверное, что-то может какая-то появиться возможность каких-то средних слов создать, статистически схожих, по корням. Вот тогда, может быть, и будет какой-то вот этот лет. Но мне кажется, что все равно, наверное, язык самого большого народа, он будет преобладать. Таким языком является турецкий язык. И тут в этом направлении они очень далеко ушли. Они очень развиты в высоте компьютерной лингвистики. У них есть огромное словарь, компьютерное словарь есть, которых у нас нет пока, в других тюркских народах. И поэтому этот ход истории переломить в сторону вот этого вот так, неизвестно какого-то языка, наверное, очень проблематичная эта постановка. Можно с вами? В информационном едино тоже Можно сказать? Дело в том, что Азербайджан, Турция, Казахстан, Кыргызстан. 4 страны официально создала Турксой. Туда уходит Академия наук, языковедение, создает общий язык. Какой должен быть общий алфавит, информационный полностью. И, то есть литературный язык. Дело в том, что все турские государства, которые бывшие Советского Союза, ни один языковой реформы не проводил. Но Ататюрк провел языковую реформу. У них литературная база и диалог, то есть язык, богаче, чем наш. Мы не хотим не старый патриарх, то есть до этого наши произведения, наш язык, история, всякие. Вот сейчас туда Татарстан направили из Академии наук наблюдатели, то есть они официально не могут выйти, поскольку нужно разрешение Кремля. А вот посредством участвовать, их мнение не учитывается. Туда все, где Джумхурият, это Россия состав, это республика, Тюркская республика, их представители мнение не учитывается. И одновременно остается это Туркменистан и Узбекистан. Но Туркменистан уже начали разрешение дали участвовать в этом процессе, но пока Узбекистан не дают. Потому что Узбекистан руководство обиделся Турции и поэтому не хочет участвовать. Потому что боится от своей власти. Вот этот процесс идет. Причем идет официально. Есть Турчсой официальный представитель в Анкаре. Его это секретарь, это этнический, то есть из Азербайджана. Все выходят туда. Каждый год, один раз каждую республику собирается, обсуждали эти вопросы. Это Академия наук у нас обсуждали в Азербайджане, в частности, эти вопросы. То есть это в направлении идет работа. В отношении этого общего языка? Да, это идет. Потому что они даже, я помню, что они даже предлагали Татарстану выйти латынь. Это вопрос подняли. В свое время Бентамир Шамиев подняли этот вопрос. Но даже когда Конституционный суд отменил это вопрос, который не хотел, чтобы из Кирилла пошли на латынь. Шамиев упустил, но в 90-м году он во-первых переходил. Тогда можно. Потому что теперь раз центральный раз укрепился, поэтому не дают это возможность. Даже суд говорит, что почему это латынь нужен, когда суд, Верховный суд, когда заходит в свой собственный сайт, пишет на латинском языке. Да, даже одну вещь вам скажу, это даже не латинский это алфавит, это русский. Это русский, это этнический турк. Ну, я такого мнения. По поводу латиницы, действительно, лет, наверное, 10 тому назад в Турции было совещание тюркологов, в том числе и казанские тюркологи были. И тогда был выработан единый алфавит для тюркских языков, латиницы. Но вот действительно тогда время было упущено, Татарстан не сумел перейти, а другие республики уже имели и перешли. Ну, Казахстан, по-моему, самый последний перешел, он еще не перешли. Нет, Казахстан уже полностью готовен. Они там готовы. Узбекистан прошло, Да. Туркменистан полностью. Но Ну, там сейчас
сейчас это, мне кажется, еще один такой момент есть, который подталкивает на то, чтобы латиницу ввести, так, и татарском, и других тюркских языках, помимо того, что все тюрки уже латинизированы. Значит, проблема в том, что будущее вот это самое развитие лингвистики, оно связано через компьютерную лингвистику, через распознавание фонем, через распознавание разных там. Для этого необходимо, чтобы алфавит соответствовал фонемам, чтобы не было, вот, например, большая трудность, когда у нас кириллица с хвостиком, без хвостиков. Нам было бы удобнее татарам, конечно, чтобы были латинские эти обозначения звуков. Тогда меньше было бы вознима. Татарская буквами, вот определенные, бывшие кириллические буквы Азербайджана схожи были. В, вот это несколько Тут же были разные буквы. Да, да, вот это. А тут по-другому были. Это когда в 18 году правительство Азербайджана, без наши это топ-чуваши, они представили это исламские фракции Госдумы, они единственные выработали, потому что интенсивный был диалог между ними очень был близкий. Вот поэтому они, когда общие создавали, даже Ну, русские на основе арабской графики это было. да. Вот они так делали это. Но еще раз, мне кажется, что это, наверное, исторический путь неизбежен переход на латиницу, поскольку тот, кто не перейдет на латиницу, он отстанет в компьютеризации своего языка. Он отстанет. Потому что исследования, которые проходят сейчас по выделению фонем каждого языка, значит, подготовки для такой основы, корпусы языковые, корпусы не только текстовые, но и звуковые корпусы сейчас активно используются для изучения языка. И вот это все будет тормозить те языки, которые не перейдут на латиницу. И поэтому, хотя одновременно мы вот, я полагаю так, что нормальный человек будет одновременно и латиницу использовать, и кириллицу использовать, поскольку закон поскольку закон не отменен о том, что только федеральный орган может разрешить переход на латиницу, у нас в России. Это закон существует, отменить его пока никто еще даже заявку не подал, а пора бы его отменять, этот закон. Это не Татарстан не касается? Татарстан в первую очередь касается. Ну, потому что Это же Татарстан между Россией и договор, а это основа договора. Но Татарстан Ограничили этот договор сейчас. Договор, да, а вот эти вещи, так, можете представить, когда Татарстан уже собирался перейти на латиницу, это 2000-е годы, накануне этого перехода Дума принимает закон о том, что это прерогатива только федерального органа, высшего органа, никаким образом отдельной республики в составе России. И вот тогда Татарстан пошел обратно, вернул обратно эти все законы, отменил, ну, заморозил фактически, говорят, что он заморозил. Но реализации не произошло, хотя были подготовлены учебники уже для первоклассов и так далее. Значит, Не прошло. по поводу языка действительно обсуждение идет, и в том числе в рамках Тюрксой не только сюда выходит даже Якутия, у меня министр культуры Борис Савич входил, Полад Дубровлы входил и так далее. Они встречаются каждый год на одной тюркской республике. В прошлом году я помню, что министр культуры Казахстана был представлен. То есть каждый год там идет ротация идет, да. То есть вот в культурном направлении, так сказать, министр действует, нам тоже, я думаю, в рамках территории Российской Федерации нам тоже действует. То есть у меня вот, мы назвали сегодняшнее мероприятие диалог культур, что вот если мы вот в прошлый раз, когда мы собирались и решили учредить как бы общественное движение Союз русско-тюркских народов. То есть когда вот, даже когда заявление это инициативную группу, которую мы уже создали, это Союз русско-тюркских народов, даже когда отправить хотели, я шагом советовал, я говорю, все-таки нашим новым друзьям, наверное, через диалог культур назвать следующее наше мероприятие, чтобы не испугались, как бы не это. То есть, понимаете, у нас вот, мы в прошлый раз, когда с вами были встречи историков, мы слышали, что есть фальсификация истории. Сейчас мы начали вот с языка, видим, что языковые проблемы есть. То есть нам не только какое-то общественное движение, какой-то партия, еще нам придется потом создать, наверное, ассоциация историков тюркоязычных народов, ассоциация филологов или тюркологов тюркоязычных народов. То есть нам сейчас как бы вот
чтобы решить вот эту проблему, то есть туркоязычных народов, да, в том числе и культуры, и истории, и других сферах, в будущем нам вот, планируем создавать общественное движение. Есть друзья, которые даже партию создавали. Наш уважаемый Давид, мой брат, который вместе создавали Единую Россию, у него даже партия. Может быть, через ее партию, может быть, через какую-то партию мы в парламент, может быть, пойдем. Понимаете, сейчас громко об этом говорить, но я думаю, что не создав общественное движение, не объединяясь в рамках партии и так далее, мы свою голоса никогда не будем как бы... То есть наши интересы за нас никто не будет решать. То есть в прошлый раз мы вот решили, то есть назвали даже, что Союз русско-тюркских народов. Почему вот русско-тюркских мы говорили? Почему русские, да? Вопрос мне товарищ сознали, кто-то задавал мне, почему русская? Есть из, допустим, Татарстана Морозов, да, депутат, помните, в российском парламенте? В аппарате президента Путина работает сейчас. Да. Он уже ушел. Да, вот у меня Вот. азербайджанский, вот отлично. Может кто-то уволится, мы ее привлекать будем к себе. У нас Азербайджан есть бывший замминистра МВД Азербайджана, сейчас он у нас в азербайджанском является. Он истории не хуже знает, чем я. И он выступает перед любой аудиторией, перед русскими, перед армянами. Он русский. Он русский. То есть он не меньше любит Азербайджан, и мне приятно его выдвигать в рамках землячества и так далее. То есть почему и таких людей, которые из нашей республики, из Хакасии, из Татарии и так далее, тех людей не выдвигать нам, допустим, в будущих партиях, парламентских выборах и так далее. Почему? Я извиняюсь. Потому что вот русский народ и тюркский народ, да, это государство мы создали, мы вместе должны жить, а какие-то силы все равно вот хотят столкнуть. Вот чтобы это не столкнули. Дело ведь вот в чем. Да, Если русский народ сейчас доминирующий, да. то татарский народ там не доминирует, он где-то там ниже плинтуса. Если бы они тогда были бы равны, и русские, и татари, тогда вопросов бы не было. Да. Пожалуйста, русского там Морозова, Петрова, Сидорова, Махмутова, Харикова и так и далее. Но так как они не равны, я предпочитаю лучше на татарина и на природного азербайджанца опираться, чем на каких-то русских или полурусских, или полутатар, или натуральных. Все же есть, когда вот в национальном вопросе, когда это возникает, это серьезная проблема, потому что те русские все равно перепрыгивают в другую сторону. А вы надеетесь, что он будет поддерживать вас, получается, он не поддерживает. Или того же полутатаря, он тоже может перепрыгнуть туда, где-то его наполовину, на ту половину, где ему удобнее. Вот это Это проблема, я думаю, что сейчас я думаю, что к этому вопросу надо осторожно подходить. Вот я хочу сказать вот, что нам, прежде чем создавать структуры, надо определиться вообще со смыслом всего, чего мы хотим сделать. Вот. То есть вот какие-то вот надо идейные поставить границы, вокруг чего мы будем делать, собираемся. Ну, во-первых, во-первых, да, нужна достоверная история. Значит, мы живем вообще в стране мифов. Да? Есть русские мифы, есть такие же татарские мифы. Так? Вот. Вот мы сегодня вот тоже уже спорили насчет того армян. Да? Вот. Но, во-первых, значит, если мы все народы, живущие, если мы вот рамками России, значит, как Тачевщина, то мы все раньше назывались татарами. Извините, зачем мы тюрки? Какие тюрки? Государство называлось Тартария. Юридически надо подходить. Был государство Тартарии, да? Вот мы жители Тартарии, по сути дела. Европейские карты — это документы. Значит, до 19 века на карте была Тартария. До 19 века. Европа. Самые лучшие ученые. Все было обозначено. Так? Чего нам отказываться вот от этого главного кода? Это же нас, вот в результате вот этой всей политики, нас начали дробить по разным народам, да? И докатилось до того, что даже на последнем этом самом переписи татар уже, значит, там придумали чуть ли не 30 наименований уже. Татар уже, внутри татар. Татары такие, сякие, еще такие, киптяры. В общем, полно.
Понимаете, вот это процесс дробления. Вот нам вот этот процесс дробления надо прекратить. Надо заявить, что мы один народ, прежде всего. Вот. Мы один народ, живем на своей земле. Так? Мы эту землю строили, созидали, да? Здесь наши предки, и мы отсюда никуда не сдвинемся. Вот. Мы как бы краеугольный камень этой страны. Вот. Понимаете, в чем дело? Вот с этого, по-моему, надо начать. И дальше, значит, дальше идет такая концепция. Мы не против других народов. Понимаете, мы хотим со всеми дружить. Вот. Мы же это, вот даже вот с армянами. Армяне лучшие, умные люди. Но почему нам с ними воевать? Нам надо с ними дружить. Надо замерить Турцию с армянами обязательно. Чтобы у нас не было азербайджанского вот этого конфликта. Он же всем нам мешает. Понимаете? Вот. И вот на этой основе люди это все уже понимают, что верхушка ворует она. Явно. Она работает на две стороны, на запад и на восток. Вот, понимаете? У них вот две головы у этого орла. Да? Они не могут до конца вот идею. А народ-то страдает весь. Ну что, мне русский мужик, он мне так же дорог, как и это самое. Но когда я слышу русскую, настоящую народную песню на концерте, знаете, я плачу. Ее сейчас не слышно. Понимаете? И мы же ее с детства всех слышали. Как у нас по это самое, фестивале Навруз как проходит, вы видели же, да? Какой подъем населения. И все там веселятся. Вот ведь народ, он это понимает. Вот. И исходя из этого надо как раз создать, понимаете, вот как раз создать позитивный образ тюркского человека или татарина, да, вот что мы здесь коренные, понимаете, вот это все наше. Вот здесь все названия географические наши, все исторические названия наши, все наше, понимаете? Мы хотим мира, вот и все, и мы хотим эту землю поднять. Она всегда была на наших руках. И вот это вот надо закрепить, понимаете? И тогда многие русские даже, они же тоже свои корни должны осознают уже. Вот заметьте, что русский человек по-русски пишет плохо, с ошибками. Это почему? У него в генетике заложено, что он не русский. Откуда у нас крепостное право было? Это что, крепостное, это же пленные. Их сделали русскими, это же тоже большинство было тюркских народов. Почему? Раз ты своего человека будешь пленным брать, вот здесь вот они пленные, их вот переделали все. И вот это осознание, оно уже сейчас идет в русский народ. Вы понимаете, страна-то разворачивается на восток. Хотели, не хотели, она сейчас сильно развернулась на восток. И вот это движение мы должны использовать, как в борьбе в татарской, понимаете, контрприем. Ты используешь энергию другую, но ты ее в нужную сторону направлять надо. Вот это евразийская идея того, что вот это наша вся общая страна, вот это надо все охватить. И тогда будет все нормально, я считаю. Но для этого надо Да. телевидение. Да, правильно. Дальше идем. Вот мы говорим о сайте. Зачем нам сейчас это? Нам нужно телевидение. Ленин еще говорил. Но кино это главное, это самое. Язык. Да? В Татарстане создали Татарстан. Мы можем в интернете сделать телевидение свое. Вот. Почему? ТРТ, а у вас Азербайджан, ТРТ, Казахстан, ТРТ, Узбекистан, ТРТ, Татарстан создали. Да. Это тоже как там канал делают, которого Перед вас есть. Я в Фейсбуке поставил, нравится. ТРТ, Татарстан. Да, я с вами согласен, но по поводу... Через Турцию. Да, через Турцию. Понимаете, у нас настолько большой потенциал есть, я познакомлюсь с сайтами, да, якутскими, там, другими и так далее. Я посмотрю, сколько наших профессоров. Якут, Хакас, Азербайджан, Татар и так далее. Очень много, понимаете. У нас есть потенциал, что телевидение не только в Турции открыто, открыто и здесь, который вот знает наши чувства, наши отношения и так далее, и так далее. Я полностью, товарищ, Нет, у нас есть сейчас интернет, Есть, самое главное. смотрите, Да. вот смотрите, вот здесь Турция, такая государственная организация, Юртуша Харатукун Баканлы называется, ЮТБ, Да. которая специально создана буквально 3-4 года назад, который помогает и в Афганистане, и в Китае, где живут уйгуры. То есть хочешь телевидение, приходишь, делаешь проект, говоришь, вот я живу в Турции на стене, проживаешь в Российской Федерации. Делаешь проект, выходишь и там у них есть специальный сайт, где ты заходишь, там можно зарегистрироваться, и оттуда тоже можно. Вот это как бы
культурное мероприятие, вот туда можно обращаться, и если это им интересно, они могут все профинансировать, все сделать. Понимаете, если они увидят наши реальные силы, что мы что-то в России делаем для укрепления российских, турецких, российских, казахстанских и так далее отношений, поверьте, это помощь будет. Я помню, что вот Амир может подтвердить, что мы вместе, когда создавали Евразийское движение, тогда еще, когда Единую Россию создавали, под руководством Абдулбахида Ниязова, мы президентами и Казахстана встречались, и Алиева, и турецким руководством, и так далее, так далее. Но, к сожалению, у него политика пошла того, что он каждый собрание своих религиозных приглашал. Как бы его не уговаривали, что давай интеллигенции работаем. Понимаете, под мусульманским флагом никуда не двинулись-то. Ни парламент российский, ни свой политик ведешь и так далее. Но это движение пошло в другую сторону. Я сейчас хочу, чтобы у нас, так сказать, и адмирал есть, и адвокат есть, и врач есть, и политик есть. Мы интеллигенцы, понимаете, мы грамотные люди. Надо, используя наш потенциал, объединиться и еще раз объединиться. От русского слова не надо бояться, потому что я знаю азербайджанца, который руководит группой, допустим, скинхедов или татар, понимаете. Он хуже, чем он фашист и так далее, так далее. Понимаете, хоть полукровка будет, если он любит родину, он с нами. Русский, он книгами доказал, он своими статьями доказывает, что за укрепление татарской службы, он будет в наших рядах. Мы его поддержим, сделаем его и депутатами, и другое. Я вам впервые сказал замминистра МВД Азербайджана. Честно сказать, я удивился, когда он выступил про то, что Ходжалармен делал геноцид, когда от русского, понимаете, в библиотеке иностранной литературы. Я его тут же пригласил ряд азербайджанских землячеств. Я хочу извиниться, да. мне надо покинуть вас. Да. После Вы какой землячество представляете? Я представитель Международной организации медицинских туров. Очень Вот, приятно. я сегодня приглашен, что турецкое посольство для нас столетие, когда Чанаккале. Да. Вот это сегодня мероприятие полуседьмого. Если желаем, можете прийти, как где ВДНХ. Концертный зал Орлов 15. Я когда-то участвовал в создании Ватан, Ахсакалду, который был имя забыл. Да, Сарваров, да. Спасибо, что пришли. Я пригласил познакомиться. Все, Да. вы поняли, какой у нас будущий, да? Большие у нас планы, что создавать общественно-политическое движение. Да, общественно-политическое движение. Я хотел вопрос задать. Одно время ведь месхетинские турки уехали в Америку. И Америку, и Краснодарский, и Смоленский. В Америку была эвакуация была. В Америку. Спасали наш народ с Краснодарским краем от Ткачева. От армян. Ткачева. Да, от казаков, от Ткачева. Ну, они сейчас туда поехали, они сейчас очень сильные стали. Это вообще американский государственный это единственный случай, который народ так быстро адаптировался, на ноги встал, и они вообще, они в прошлом году 36 конгрессменов подписали петицию, подписали против Грузии. 36 Ну, почему не возвращают? Да, это такую работу проделал буквально за 10 лет, встать на ноги, туда зайти и уже сенаторов включить это дело. Вот сейчас вот наши армян, они уже сейчас очень масштабная акция в Вашингтоне, в Нью-Йорке, где наши крупные специалисты, там несколько тысяч человек вышли на улице с турецкими флагами. То есть Турция в них видит реальную силу в Америке. Не тех, которые там живут, турки из Турции, а наших турков. То есть они там очень быстро на них ставят. Патриоты, А значит. если хочу, пускай, ну, раз не давай. Приходите в будущее наше собрание, и где-то вторая половина у нас будет создание комитета с участием нашего лидера Курултая Гидерова. Так что вам скажет, действия и приходите присутствовать. Я хотел немножко добавить по поводу русских народов, которые мы обсуждаем. Так? Мне кажется, у татар особая роль в России. Татары оказались таким образом, что они в центре, хоть часть России находится. И обратите внимание, что испокон веков, начиная с какого-то там Золотой Орды, так татары вливались в русских. Они по разным причинам, то ли там была междоусобица, то ли какие-то другие. Каждое поколение давало новых русских. Татар, которые постепенно становились русскими, хотя по крови они и были татарами. Это любой, вот, если Крам, там масса людей, которые
копнешь и, как говорю, поскреби, и будет там татарин. Действительно оправдывается. Но если сейчас перейти на наше время, так, на наше современное время, так, вот подтверждением того, что татары постепенно, также постепенно вливаются в кровь русских, является то, что татары за последние две переписи фактически не увеличились в числе. Хотя естественный прирост был, но количество их осталось на том же уровне. Спрашивается, куда ушли эти 2 миллиона татар за 10, 15, 20 лет? Они ушли в русский степь. То есть вот, когда ты говоришь, что ты очень любишь, когда он полукровка, да, к сожалению, мы так живем, татары поставили такие условия, что они живут, как говорится, среди такого все время давления культурного и психологического русского народа. Не зря же это Куликовская битва справляют до сих пор. Куликовская битва является, как говорится, тем напоминанием татарам, что было когда-то там побита. То есть у нас особое отношение. Вот нет другого Солженицына, который бы написал книжку, как он написал, там, «Русские евреи». Вот нет такого человека, который бы собрал все факты, все эти вот философские эти мысли, написал бы такую же книгу «Татары и русские». Татары и еврейские не будут. Да, да нет, татары и русские. А что же написали? Вот у нас, когда мы собираемся, что вот в будущем это тоже дело. Почему это дело? Я же сказал, только не выбегать на руководство по татары, там, по По Куликовской Я не битве сказал, что я идет, это пойдем уважаю, я работать, не идет, люблю. Это я к ним отношусь хорошо без Я вам опять говорю, если полукровок, он больше патруль, да, чем я, пусть он будет вместо меня, понимаете? Их всех надо сюда, всех Понимаете, вместе. кто вот любит тюрков, русских и положительно относится, объединяет, их надо к нам. Понимаете? Это будет желательно будет он из Татарии, что он всегда будет стараться, чтобы татары и русские дружили. Сасковец из Казахстана, он всегда будет стараться, чтобы Казахстан и Россия будут дружить. Помните, вот когда центр СНГ Затулин и Мигранен, что они делают? Каждый раз выступает, толкнули русский и украинский народ. Они же хотели проблему создавать в Северном Казахстане. На Северном Казахстане, что Казахстан земли такие, что против русских поставить против казахов. Это Мигранен радует, что турки и русские государства будут на их стороне. А мы наоборот, против них Иванова поставили, чтобы не Актайку Сильва, а Иванов говорит, что нет, казах и русский должен быть. Да, у нас есть великий писатель Мурат Анагин. Да. Вот, вы нас не помните, не вспоминаете. Ведь мы с ним проводили тюркские вечера. Да. Значит, не только последний, а до этого был его 20 лет творческой деятельности у нас тоже. И еще фестивали были до этого. Так? Так вот у него идея-то последней встречи была такая. Единый народ, единой страны. Вот у нас страна должна быть единый народ. Вот у него идея. В чем? Почему это единый? Вот некоторые наши татарские как раз это самое, националисты возмутили. Как это так? Мы с русскими единый народ. А если копнуть, то корни-то общие. А как же Россия говорила до, по-моему, 15 века еще на татарском языке. Все говорили. Ну, татары понимают, а русские не понимают. Вот, так это надо Надо довести это Довести, до ума. понимаете? Вот главная задача, чтобы Вот. довести. Как вести, когда начинается Иван Грозный и по следам Бориса Годунова Россия не русские управляют? Как вести? Не, а вести так, вот, действительно. Когда Кремль всегда масона, а как вести? Вот О чем мы говорим? Чтобы сами управляли. Объединялись, чтобы сами управляли. Вот человек создал партию. Реально надо Мы видеть. тюрки. Кто в ее партии? Понимаете, история – это одна вещь, реально – это другая вещь. Надо сходить с положения. Реально. Так Путин уже говорит, что Куликовская битва это Не был. то. Он уже даже не сказал. поехал туда. Это Путин. Да, он не поехал туда тоже. Если Вот даже что такое? даже если берет крест сюда, зайдет в церковь, скажет, что я русский, вас не примут. Потому что русская православная церковь, антитуркская концепция стоит. Это опиум для народа, во-первых. Это сразу надо сказать, это опиум. Вчера... Хотя Владимира над Москвой Да. Проблемы за нами же берут так. Если это проблема, мы пока живы. Сейчас я одну пример скажу, а на этот вопрос точку поставлю. Когда возникла конфликта между Азербайджаном и Арменией по поводу Нагорного Карабаха, для решения этих проблем создали Минскую группу ОБСЕ. И армяне, где были сильны, США, Франция и Россию подключили туда.
Почему? Потому что благодаря этим странам, настолько у них влияние есть, что этот вопрос не будет решаться. Понимаете, то, что вот сегодня мы слышим, что будто геноцид был и так далее, и так далее. Геноцид был местного курдского населения, курдского лазов, там, адыбов и так далее, Турции. Понимаете, а мы наоборот слышим, что будто у армян был. А вот будто у армян был, они довели до всех. Понимаете? Почему они вот Минскую группу подключили Францию, США, Россию, да? Потому что они активно влияют на эту политику. Они говорят, если не будем довести русского, как наш уважаемый товарищ говорит, у нас останется это на этом же уровне. Мы собираемся как раз, чтобы быть мощной силой, чтобы у нас было не только там простое собрание. У нас была ассоциация историков, ассоциация филологов, общественно-политическое движение, партии и так далее. Понимаете? Мы же, когда создавали Единую Россию, дали подтвердить, что всего несколько активистов создали Рифат, благоденствие, а потом превратили на его партию. Понимаете, и опять, к сожалению, это потом что в сторону религии и так далее, и так далее. У нас есть мощь. Это мощь объединит, потому что он историк. Почему завтра в Госдуме голос азербайджанца татарина наш Хакас не скажет? Понимаете? Давайте вспомним историю. Вот у нас было самое в 1907-1909 годах фракция была в Госдуме. Мусульманская фракция. Мусульманская фракция, где азербайджанцы, Татары, да, интеллигенция. и сидели там во фракции и Защищали интересы наших народов. защищали интересы. Да, да. Но сейчас ведь у нас нет такой возможности там фракции создавать. Значит, сейчас больше. Мы сейчас вот объединяясь завтра, как партия войдем туда, и партия народов России будет интерес защищать наших тюрков. Сейчас больше, понимаете, возможностей. Мы и больше по процентам соотношения, сейчас больше информационной возможности, больше. Я просто предлагаю, что не только нам, как мусульман, понимаете. Мы тюрки, чем богаты, что у нас даже Хакас наши братья буддисты, чуваши, якуты православные, караимы иудеи. То есть мы богаты, понимаете. Мы, да, гагаузы и так далее. Я когда-то в партии создали, я поехал президентом Якутии встречаться. Давай создаем партию народ России. Вы, Николай, давайте возглавляйте. Он, правда, отказался, он говорит, меня послом отправляют. Я понял. Я говорю, вы, возглавляя нашу партию, будете зампредседателя Госдумы. Вы представляете, что произошло? Через год ее назначают зампредседателя Совета Федерации. Будто он слышал наш разговор. Понимаете? Николаев, Федоров, Морозов, это те люди, которые нас достойно может... Да, Федоров хороший, нормально. А, Давайте у нас круглый стол. у нас круглый стол. Вот у нас темы, я опять говорю, что то, что мы в прошлый раз говорили, что мы в прошлый раз, вот сейчас новые люди, с участием наших друзей, мы создали инициативную группу по созданию общественно-политического движения «Союз русско-тюркских народов». Вот об этом. Да, об этом, пожалуйста, вступайте об этом. Нам надо ли это? Да. И если надо, как нам расшириться количество наших? Как подключить новых людей? Особенно молодежи, пожалуйста. Да. Каждое общество надо материальной и информационной поддержка. Да. Ну, сначала надо подумать, материальная поддержка, как можно решить. Ну, сейчас есть люди, наши друзья, этот вопрос решают. Я думаю, будут решать. Этот вопрос будет решать. Информационная поддержка, Да. у нас есть журнал, Да. семейный журнал, «Бизнес-час». Здесь можно разместить какой-то информацию, это ежемесячный журнал. Можно отправить, например, какой-то статья, здесь можно публикировать. Пожалуйста. Опыт у нас, опыт. Еще у нас сайт, еще есть. Ну, сайт это, да. Нет, я что хочу сказать. Есть еще журнал, это самое. Мне нравится Бохов, это Хазбекар Бохов сейчас ведет. Журнал. Как называется? Ой, ну он раньше выходил этот журнал. Ну, может, по национальности. Жизнь национальности? Да, вот типа этого. Он сейчас лежит вот в развальном состоянии журнал. Но нет спонсоров, это прочее. Вот его просто взять на вооружение, Понимаете, он вот будет все у писать. нас вот, руководитель этого проекта, да, наш уважаемый друг Буронтай Бегиров, он что говорит? И правда говорит. Если, говорит, мы как бы берем общий, да, общий народ России,
народа России. Опять мы только будем пропадать куда-то. Поэтому говорят, и правильно говорит, понимаете, я с ним согласен. Он говорит, на основе тюркских народов создать эти же журналы, эти же партии, эти же общественные движения. Почему? Опять завтра мы, к сожалению, будем в стороне оставаться. Но тюркские и русские тоже это некрасиво звучит. Ну, я вам опять говорю, что наши брат Гагауз, Чуваш, Да. Якут и так далее, понимаете, они, Я просто тюркский. да, они объединяющий фактор. Якут, брат, да, по поводу Татарии, кстати, значит, сказать. Великая Татария. Да, я одно слово скажу. Анвар Бey, Тогда вот есть мейл, да, мейл, интернет. да, Кто ее как назвать? Кто-то майл, кто-то мейл. Как вы называете ее? Майл, конечно, Майл. по-английски, конечно. Как вы называете ее? Да, это мейл, да, по-английски. Майл. Ну, Дейл, допустим, фирма Дейл. Дейл, как назвать вы? Дау или Дейл? Корейскую машину. Дейл. Английский Дейл. Вот слово парк, так как специалист по английскому языку вам говорю. Парк слова нет в английском, есть парк. Парк. Вот Тартария слово, Т-А-Р, Тартария пишется на английском. Это Татария. Тартария слово прошлое не используется. Это Татария. Они до 19 века нас назвали Татарией. Да, А не считается. Поэтому было. Так, у нас под строительством очень большой опыт. Наш уважаемый друг Дамир Казар, пожалуйста, слово вам. Спасибо. Ну, я не присутствовал на первом заседании, насколько я понимаю, это второе заседание. Вот. Насчет партии, я сейчас не участвую ни в каких партиях, да, раньше я участвовал, действительно создавал там Гражданскую партию. гражданскую партию, да. Единая Россия особо отношения не имел, вот, поэтому я связывать меня не надо. Но это были проекты в начале 2000-х годов, сейчас они завершились после того, как Путин там уже закрыл все эти партийные всякие дела. Потом это все возобновилось, сейчас у нас просто другие проекты. Но это не важно. Это к слову, потому что говорили про партию. В отношении, я так понимаю, речь идет о создании некого движения, да, видимо, сейчас? Да, первоначальное движение. Потому что, чтобы создать партию, действительно, сейчас количество членов уменьшили до 500 человек, но все равно процедуры очень сложные, они остались. Это прежде всего и контроль за партиями очень высокий, и то есть это нужно не просто так с наскоку, это для этого нужна определенная подготовка, прежде всего не менее чем в 50-60 регионах Российской Федерации иметь своих людей, поскольку по закону требуется не менее 45 региональных отделений, но опыт показывает, что если ровно 45, то всегда будет чего-то не хватать, поэтому надо всегда запас. Это уже, это такие практические уже моменты, советы. Но я думаю, сейчас, наверное, еще рано. Предстоящим выборам в Госдуму в 2016 году мы, наверное, вряд ли успеем с этим делом. Но во всяком случае, да. Но мы надеемся, может быть, если создать какое-то общественно-политическое, сейчас нет такого общественного движения, мы могли бы там участвовать, кого-то поддерживать, может быть, впоследствии. Поскольку в выборах будут участвовать только политические партии. Это требует закона. Вот. Но в любом случае, хотя бы организоваться хоть как-то, это необходимо. Баран Туянович мне звонил прошлую неделю назад, как раз в прошлую субботу, но я не в курсе был о том заседании, поэтому я только по телефону с ним переговорил. У него тоже большой достаточно опыт. Мы с ним участвовали в конце 90-х, начале 2000-х годов в создании там, правда, это было блокообразующее, мы участвовали в одном из движений, которое было блокообразующее движение единства, да, которое потом уже превратилось в Единую Россию. Нет, это все в Москве было. Это Рифас, благоденствие, потом партия. Он тогда представлял Горно-Алтайскую, Алтайскую республику, Республику Алтай, Горно-Алтайск. Даже кандидатом был от партии Единой Да, России. представительство возглавлял Алтайскую республику, Алтай здесь в Москве. Вот. У нас тогда было движение Рифах, благоденствие. Так мы его называли, когда в Турции прекратило существование, это такая партия, мы решили ее так. Это тогда просто на такой некой волне было. Вот. Слушай, эта организация, кстати, существует, как благоденствие до сих пор. Она не закрылась, она до сих пор существует, но это не важно.
организацию можно зарегистрировать. Но общероссийскую организацию это тоже, понимаете, чтобы создать нам общероссийское движение, нам тоже необходимо, если общероссийского масштаба брать, то нам необходимо не 45 региональных отделений, но, правда, требования для общероссийских движений, они могут быть не зарегистрированы, это не обязательно. То есть необходимо протокол, но люди нужны, потому что сейчас Минюст очень жестко относится к деятельности некоммерческих организаций. Когда срок приходит проверки, то там начинается проверка, и они могут проверить вплоть до региональных отделений. Вот, может быть, я имел отношение, вот вы упоминали, Абдул-Вахида Ниязова, Исламский культурный центр России, общероссийская общественная организация была закрыта только потому, что не были подтверждено 45 региональных отделений. Они сделали запрос во всем региональном управлении инвестиций регионов, и им дали ответы, что там-то есть, там-то нету, и поэтому вот это все произошло. Даже не смогли отставить ни в Верховном суде, ничего. То есть закон есть закон. Ну, может быть, там был какой-то заказ, это я не спорю, но во всяком случае факт такой имеется. Поэтому, если уж создавать движение, то с самого начала необходимо надо, чтобы уже так все правильно было, чтобы потом нельзя было, чтобы каждую гражданскую партию тоже закрыли только из-за того, что там нашли какие-то недостатки в региональных отделениях. Это самое тонкое место, поскольку в регионах люди живут достаточно, бывает обособленно, и иногда бывает, если это связано с политикой, люди просто боятся участвовать в борьбе, потому что в регионах есть свои царьки, как губернаторы, которые там свои правила, если человек, губернатор, допустим, полностью там провластный, Единой России, то он может зажимать остальные, там демократия очень условная. Ну, в некоторых регионах, я не говорю. Мы в Москве здесь достаточно свободно себя чувствуем. Чуть отъехали в сторону, уже там 100 километров, 100-200 уже там немножко начинается другое. Но это уже опять-таки из собственного опыта, тем более, если мы будем именно тюркские. Вот. Поэтому... Ну, что нет, это само собой. Я просто это почему говорю, что мы, то есть если мы хотим создать сейчас движение, то нам прежде всего надо подумать, у кого какие есть связи в регионах России. Это нам надо собрать, может быть, к следующему заседанию какие-то подготовить, у кого сколько есть, и как бы в общую копилку. Но нам создать нужно необходимо некий, наверное, оргкомитет, да. Количество там определенных членов, и каждому распределить обязанности, и тогда начнется какая-то работа. Вот, безусловно, да. Можем здесь на этой базе тоже, здесь у нас отношения с региональной автономией, в общем-то, сейчас неплохие, нормализовались после ухода здесь некоторых одиозных личностей, поэтому здесь более демократическая сейчас ситуация здесь у нас сложилась, поэтому мы можем здесь тоже собираться, проводить определенную работу. Особенно если будет татаре, тогда все будет понятно. Отлично. Здесь всех наших интересов. Это главный защитник интересов татар. Почему именно татар? На Алтае, например, очень много казах. Нет, вопрос в том, что наше государство на картах обозначало Тартарию. Движение называется Великая Тартария, она Светлана, всех наших народов до революции назвали татарами. Да. Мы были кавказскими татарами, понимаете? Были енисейские татары. Понимаете? Я что имею? Казахов татарами не называют. Да. Я скажу по поводу оргкомитета, да? Сейчас мы создали в прошлый раз инициативную группу и решили, что кто сегодня будет, их тоже подключаем в инициативную группу. Где-то числа 17 будет сам Бронтагилев. Тогда будем создавать оргкомитет. Да. Вот мы опираемся на наши друзья, допустим, Хакасия, Якутия и так далее. И плюс одном узбекском землячестве 60 региональных организаций. Одном узбекском конгрессе узбекистанцев. Азербайджанском ВАКе такая ситуация, 65 и так далее. То есть те трудности, в которых мы жили, я надеюсь, что вот после создания оргкомитета и после того, как русским членам оргкомитета определенным регионам, я думаю, что этот этап мы пройдем легко, чем мы раньше проходили с вами. Тогда к осени можно действительно собрать съезд, вот именно, нас со званием надо определиться. Партия народов России, вот такой. Партия народов России. Ну, народы разные, если мы говорим... Вот честно сказать, мы там видим костяк тюркские народы и ингуши чеченцы.
потому что мы как бы вот больше страдали и больше тесно дружим. А потом, когда вот сами костяк создали, все народы будут расти там. То есть пока вот костяк делаем настолько... Потому что народы России есть не только тюркский народ, Да. есть же и другие народы. Ну, вот есть других и славянские народы, есть и это самые... Да, я согласен. Я говорю, что пока мы костяк создаем, как так вот крепкий костяк, да, мы тюркский народ. А когда партия народов России, тогда будут и другие народы. То есть оргкомитет, я извиняюсь, Чечни, Мушет, да, Давид, Дагестан. оргкомитет, Это мы допустим, едины читаем себе. общественно-политическое движение будет только тюркский народ, русско-тюркский народ, да? А вот партии будут все народы. Посмотрите, Партия народов России тогда будет это. И вот когда мы реально, действительно, претензий очень много бывает, вот когда мы реально, когда создадим общественно-политическое движение, документы из регионов поступят, что вот у нас в будущем цель партии, допустим, Да. чтобы закон был и так далее, я думаю, и лекции будем проходить этап создания партии. Самое главное, пройти это как бы этап общественно-политического движения. Сегодня какая тема? Да. Зачем мы партия вот так говорим? Партии не говорим, я говорю, что наши истории, филологический и так далее, вопрос решить, все равно нам надо в будущем какая-то общественно-политическое движение. Какой-то и так далее. Тема у нас, понимаете, мы решили, что вот через культуру и так далее, первый повестке дня у нас был идея взаимодействия и развития культур тюркских народов. Мы, в принципе, об этом уже говорили. О истории партии можно говорить шутками. Да. Нет, Да. правильно, скульптуры, правильно, так и надо. Да. Если кто-то вот по первому вопросу желает выступить, идея взаимодействия и развития культуры тюркских народов, пожалуйста. Я опять говорю, что мы, слава Богу, богатые. У нас и иудеи, и мусульмане, и буддисты, и алтайцы. Весь, что есть в мировом религии, мы представляем как тюрки, все религии. Наше богатство в этом. Русский, допустим, чуваш, его брат по религии, наш брат по языку. Правильно? Буддист, допустим, Бурятия, он брат нашего хакаса. Нет, Тува, да. Он брат нашего тувинца, тюрка. По религии, с нами он брат по языку и так далее. То есть настолько вот мощь наш, да? Только объединиться. Да, там говорят, да. Да, мы говорим, да. Пожалуйста, по первому вопросу, кто желает, да, А продолжим. чукотская национальная это... Партия народов России, когда будет шкотских наших друзей, а там есть не будем назвать. тюрки, чукотки? Тюрки везде. Даже через береговый пролив проехали в Америку. Вот американцы индусы проверили ТНК, проверяют ТНК. Да, тюрками. Посмотрите, алтайский юрт и Ну, чукчи ведь не тюрки, индусов. но чукчи ведь не тюрки. Чукчи, не тюрки они. Ну, Вот индусы, американцы, они тюрки. они тюрки. Проверили ТНК, что алтаец, что американцы. Они Ну, так. поэтому про чукотку что говорить-то? Да, пожалуйста, я вас слушаю, кто желает по взаимодействию культур. Я бы хотел вот, Да. самый начальный пункт, как просто русские народы более-менее приблизились друг к другу. Да. Ну, действительно, вот я никак не был знаком ни польским, ни булатом, с вами языком, я знаю, что тюрки, но они более-менее того, на словарь очень мало, исчезающий народ. Короче говоря, северные народы там то же самое их много, но то же самое, что проблема в том, что мы еще связаны очень слабо через русскую культуру, через русское правительство, то есть российское правительство, а регион между собой слабо взаимодействует. Особенно, поэтому нам было бы, наверное, очень хорошо, если бы мы, но с моей точки зрения, чем я считаю себя более-менее специалистом, это создать предпосылки капитального такого проникновения, ну, пока, допустим, что-то делать бы электронные словари. Сделать для всех этих народов электронные словари, где вы сами видите тогда, что у нас там настолько много общего, а что есть? Скажите, что есть. Словарей очень мало. Есть у нас на У нас нет. Обращайте внимание, нет, есть. Знаете, это не язык, надо иметь электронные словари, Есть которые электронные вне зависимости от интернета, они у него в кармане, у него в руках, у него вот это в мобильнике, у него в смартфоне. Вот эти вещи, они должны быть сделаны. И вот первые какие-то вот такие шаги, если бы, ну это очень длительный процесс, а нам надо быстро делать, да?
Но это одна из самых больших работ, которые объединились. Нет проблем, нет проблем, нет проблем. Это я решаю, медицина. Нет проблем, через час я с вами. Понимаете, вот то, что у нас есть филологически, да, что-то, я, допустим, не знаю. Мы объединяемся, вот наши, так сказать, за круглым нашим столом, допустим, в прошлый раз я узнал о Фоменко, да, что как он историю, оказывается, я даже не знал, что про Фоменко, что писал Носовская, Фоменко и так далее. И я не пришел на это собрание, знал бы, нет. Понимаете, вот объединяясь, мы знаем, что есть словари, нет словарей и так далее. Поэтому нам вопрос, как бы, что объединиться, не объединяться, вопрос это решен. Сейчас вот по поводу взаимодействия культур. Вот кто желает, по первому, да, я рад вас слышать. Наш историк, да, пожалуйста, Тува. Во-первых, я насчет народов России как-то надо все-таки определиться. Вот северные народы, да, у них очень мощно вверху покровители, которые им то, что они приходят, да, им все дают. Но они реально ничего не получают, но все равно у них их обязательно теряют. В том, что, вот, например, даже вот в Тафалар, когда у нас на севере было, их осталось там всего 10-30 человек. Но то, что там кто-то обидел их, да, все. Вот кто обидел, вот даже целыми группой, народом их все. Это тюрки, да, значит, Тафалар? Да, тюрки. Закон, это народ. Да. А еще дальше... Но их никто не обижает, их там только как ягоды, как это, испоганили там. Кто может? Я там тувинцы есть, кто может их обижать? Никто. Если не сами тувинцы. Политика такая, что хотя все есть, да, но реально ничего не пользуется. Например, среди Кагир, там, Телеут, их очень мало осталось. Но у них, например, вот возьмем Чукчи, да, приехал, губернатором стал Абрамович, он сделал все. То есть даже Чукчи им даже песни складывает, потому что он своими деньгами, он это, там сейчас он, Чукчи, он даже выше, чем русский стоит. По правам, да, уровень жизни там. И вот насчет Якутии. Якутия это вообще отдельная тема, потому что Якутия сейчас, да, они сами заработали. Да, то есть, когда они даже сюда приезжали, я помню, в 90-х годах, я сам удаляю в Питере, я сам в Питерский университет ходил, якутские студенты, да, они заказывали чартерные рейсы, вот, захотели, вот, якут собрали, да, скинули на билет, и все, чартерные рейсы, они полетели, то есть, у них деньги уже на таком уровне, то есть, а для нас, находится, это у нас денег нету. И поэтому Якут, у них сейчас там и телевидение, все заработало. То есть даже есть националистские движения, которые хотят, что самый путь земли это Якутия. Там нужно только радоваться. Да, пацаны. До такого уровня дошли. И поэтому вот я насчет того, что сильно я бы не очень. Например, в будущем нашей партии набрать народа России. Это как-то приведет к такому хаосу. Я все-таки вот, я долго думал, что партии. Если мы тюркские народы все в своих регионах создадим ячейки, то это будет очень большая, сильная партия. По идее, если мы говорим, что 38 тюркских народов, да, Союз тюркских народов, это надо. Как партию Насчет только тюрков тоже, помните, было в 90-х годах, их упразднили. У нас влияние Турции тоже сейчас упразднили, потому что у нас в Туве был Тува-Турецкий лицей. Да, у нас везде. Да, везде по России. Их упразднили. Но это не то, что их упразднили не России, да. Я просто скажу свое мнение.
официально сказали, что идет пантюркизм в России. Это пугает. Да, и Наших поэтому друзей. слово тюрк, тюркское как-то стало старый официальным. шаблон, Нет, это почему говорим Россия? Да, Азербайджан тоже это лицей Палестины. Это, ну как это Пожалуйста, Это мое мнение. Не пугай, не пугай вообще. Я все-таки то, что вы помните, тюрко-славянский союз, тюрко-славянский Славяне не захотят, наверное, так себя называть. вот это слово формально надо оставить, потому что Нет, это славяне не захотят. Не славян, просто тюрки нам стали. просто не дадут Тюрки, дорогу, русские. перекроют и все. Мы не дошли до такого уровня, чтобы мы разрушили вот это. Пока на этом уровне. Менталитет людей остается только тюрков. Поэтому русско-тюркский союз. В этом комитете были русские. Значит, надо приглашать. Славяне-то русские. Нет, русских будут пригласить. Нет вопросов. Я имею в виду, и приглашаю каждый раз, я русских тоже. Я имею в виду, что он правильно говорит, что вот пока менталитет, да, если антитюркская, боятся тюркского, что это туранизм и так далее, русско-тюркский, что цель наша задача поддержать внутреннюю политику государства и сближать наши народы. Да. Другого здесь еще Вот нет. смотрите, я что хочу Да. вам сказать. Вообще-то русского народа нету, русского народа. Ну, все мы понимаем. Абсолютно нету русского народа. Это все тюрки, которые крестились, их записали в этом русскими славянами. Наказывать будешь уже в другом месте. Так, всегда. Ну, сейчас по современности. Послушайте, русский народ есть, многие из них, которые, да, тюрки были. Дайте я скажу сначала. Русского народа нет, и нации русской нет. Русскими сейчас выступают одни евреи. Вот они настоящие русские. Настоящие русские? Настоящие русские евреи. Как понятно? Это не надо как понимать, это в самом деле так. Настоящие русские это евреи. Вот смотрите, русская мафия в Нью-Йорке. Откуда там русская мафия в Нью-Йорке? Там одного русского нет, все евреи там. И кавказцы. Вот. И они называют русской мафией. Просто они взяли русское название себе, это самое, как его, чтобы от евреев, чтобы отойти, чтобы спрятаться, они спрятались за русских. Вот. Тут церковь взяли, крестились там, это самое, татары, тюрки, крестились и их записали русскими. Ну какой он черт русский, он вчера был Махмуд, сегодня стал Иваном. Ну так вот, церковь ведь никого не рожает. Это проблема, это чисто философская самая проблема. Но это, надо ее поднимать, надо ее будировать. Надо самое. Вот я везде говорю, что нет русского народа, нет русской нации. Но мне никто не может. Я говорю, ну скажи, кто русский? Но ни один, ни одного русского человека нету. Я вот сколько работал в жизни. Вот, встречался на работе, ну, мордва, мокша, да, татары, еще. А русских нет. Тот, который назывался русским, а ты где родился? Он говорит, в Воронеже. Но Воронеж крестили в 19 веке, вот поэтому мы стали русскими. Как же вы нахуй русские? Но все равно в настоящее время это уже русский народ. Ну не важно, Я извиняюсь. Я хочу сказать, это вот надо на них давить таким образом, чтобы русского нет совершенно, абсолютно. Я вам скажу одно слово, да? Если поехать в Рязанскую область, деревню, да, или Воронежскую область, у русской бабушки попросить воду, она, вот как Азербайджан у меня деревня, как гостеприимно будет, чай даст, воду даст, так далее, такой же сделает русская женщина, понимаете, в этих областях. Вот честно сказать, я для себя решил, что у нас... Менталитет это татарский. Вот я об этом хотел сказать, что у нас менталитет один, понимаете? Один. Что русский, что татары. Мы один народ, понимаете? Но сейчас нельзя говорить, что русского нету, понимаете? Вокруг себя создадим врагов. Итак, мы что? Мы хотим объединять народ наш, и с другой стороны говорить, что русских нету, это несерьезно будет, понимаете? Да. Это можно в рамках нашей вот этой ассоциации историков, там, филологов, я не знаю, менталитет и так далее обсудить. А мы сейчас серьезные у нас планы, серьезные намерения. Так что я вас прошу, вот я для себя говорю, я вывод сделал, что нет разницы между русским и тюрком. Я сделал это.
Это странно говорить, но нельзя говорить. Следующий, кто желает выступить? Уважаемый, слушаю вас. Я слушаю. Да. Я профессор Московского педагогического государственного университета имени Ленина, который был. Я пришел сюда действительно к серьезным людям, которые вот увлекаются от российско-тюркской Дружбы, объединение. сословия, которое в дальнейшем, возможно, может появиться. Что-то для меня дико, что-то новое, что-то интересно. И я вот решил сегодня просто сидеть, молчать, слушать. И перед тем, как что-то сказать, нужно понять, о чем идет речь. Ну, я еще не совсем до конца понял, но многие вот вещи, которые вы сейчас говорите, с одной стороны, я воспринимаю как дилетантство. Ну, дилетанты. Вот сидят, которые здесь собрались по некоторым нюансам. Но собрались, но слушают и пытаются научиться. И в этом случае скоро станут любителями, потом профессионалами. Все с этого идет. А во многих местах я отношусь к вам как к корифеям, ну, научным деятелям, которые знают свой род, свою культуру. И здесь я беру, сам чувствую себя любителем и как учеником, и знаю. Вот так и должны быть круглые столы, которые здесь были. По поводу русскости, действительно, вот правильно сказал модератор нашего стола, нельзя говорить, что нет русских. Нужно понять тогда, а что вы имеете под словом русский? Это либо национальность, либо это человеческое сословие, род, народность или еще что-то. Этническое. Этническое. Но опять же, под этническим, если вы говорите, что нет русских, вы должны иметь базу доказательную о том, что были проведены исследования. Я как ученый, как профессор могу говорить о том, что если это проверено и есть база, основания говорить об этом, то можно говорить об этом. Если это признанная концепция или парадигма, которая там есть, это да. Я не хотел говорить, вот мне дали слово. Я бы, может быть, сегодня послушал бы, сделал бы свой вывод и... Ваши коллеги прошлые статьи толковые вещи нас научат. Про Фоменко говорили, я Фоменко читал несколько книг, да, так что полезно будет. Каждый человек имеет право иметь свою точку зрения. Точка зрения в науке называется концепция. Вот моя концепция, она вот вид отсюда мировоззренческий. Ваша концепция, она тоже интересна, имеет тоже вид, который имеет право на уважение. Но если эти концепции приняты общезаконодательно, ну, либо на уровне федеральной там, Госдумы, либо народностями, либо теми же ассоциациями, то это парадигма. Парадигма, которая вот, имеет право на существование, и все, которые встраиваются в эту парадигму. Поэтому я не вижу парадигму, вот вижу течение, направление, колыхание, мне это все нравится, все замечательно. Я не хочу никого, не дай бог, обидеть, а то скажете, что пришел один русский в наше собрание и внес разброд или там еще какие-то нюансы. Также хотел бы вот, коснуться партийности, партстроительства. Ну, слово партия это означает с английского, с французского слова часть. Если вот вы хотите построить партию, тогда нужно соответствовать определенным законам. Прекрасная речь, вот сказал наш товарищ. Многое сейчас изменилось, правда, в партстроительстве. И я опять же, не хотел говорить, но коль дали слово, надо отвечать. Я создал новую партию, сам лично как лидер партии здесь сижу, так же как товарищ, время почувствовал родное что-то. Поэтому мы знаем, о чем говорить, а другие начинают думать, а что это такое, вникать. Поэтому вот я и говорю о том, что в дальнейшем, если будете разговаривать, будете абдуцировать эти мысли, тогда появятся замечательные вот, исторические конструкции. Я даже взял руководителем такого межнационального этического представителя в свою партию. Наша партия насчитывает 100 миллионов человек. Можно ли сказать, что партия Российской Федерации, где 140 миллионов человек всего, со всеми народностями, и тюркскими, и славянскими, и даже если их не называть русскими, но всего граждан Российской Федерации 140 миллионов, вот моя партия 100 миллионов насчитывает. Она бы насчитывала больше, если бы дети с рождения, эти 40 миллионов, имели бы право состоять в партии. Понимаете? Но, с одной стороны, вы можете сказать, абсурдно. Если всего 240 тысяч в Единой России,
членов партии, 150 тысяч сейчас у коммунистов, и всего все члены партии и им сочувствующие составляют всего 2 миллиона в Российской Федерации, то есть 2% от, а я говорю простой миллион. А сегодня вы не в Госдуме? В следующий раз буду Значит, знать. мы сейчас планируем 200 человек, минимум 200 человек, ну плюс-минус, там, ну лучше плюс, продвинуть в Государственную Думу в 2016 году. Вот для этого сейчас мы и формируем. Поэтому я пришел по другому поводу, не на партийное собрание, поэтому я не могу вас агитировать, поступать ко мне или еще что-то. Так или иначе, вы все являетесь моими сторонниками, но если не стоите ни в каких других партиях. Вот видите? А как ваша партия называется? Беспартийная Россия. То есть есть люди... Какая? Беспартийная Россия. Так и называется? Да. Если успеем партию народа, значит, через вашу партию пойдем. Да. Не слышно о вашей. Да. Дело в том, что во времена Сталина была все двухпартийная система. Были коммунисты, которые возглавляли и которых направляли в самые тяжелые места. И был блок беспартийный. Так вот, ту активную часть коммунистическую раздробили на 78 партий, которые сейчас уже зарегистрированы и сейчас находятся в стадии регистрации буквально там около... Блок беспартийный остались единым. А он остался единым, потому что они не входят в это, потому что все идут в партию из беспартийных. Вы же рыхлые, вы же нет у вас руководства, нет у вас органов партийных. Ну, я же не говорю про вас обидные слова или еще что-то в организационном плане. Ну, Вы простите, должны я не хотел вас оставить. обидеть, но просто Если не вижу я вас стал этого. профессором, знаете, где-то я состоялся в чем-то. Если я собрал сейчас регионы Российской Федерации и находимся на стадии регистрации уже этой партии, значит, чего-то мы добились, значит, у нас есть Вы организация. не зарегистрировались? Ну, я просто не все сейчас говорю, В потому что процессе мы не идет. по этому поводу собрались. Да, да. Вот Если вы пришли бы ко по мне нашей на тематике, собрание, да, по нашей тематике. тогда бы я вам разъяснил бы все это, сказали, вот все, могу помочь словесно. Ну, что-то простите, посоветовать или еще я что-то. вас перебил, простите. Вот тут выступал Гражданский союз партии, они тоже выступили, там, Прохоров там их спонсирует, он его создавал, да, но там другой сейчас человек возглавляет ее. Ну, видно, показали, вот, партия, Гражданский самый союз. Но вашу партию я впервые слышу от вас. Сейчас он приглашает вас и меня туда, его партии. Мы пойдем в его партию и будем узнать его партию. Вот смотрите, сегодня 25 апреля, и вы услышали, на каком году жизни своей услышали об этой партии. Ведь могли бы не услышать, но вы все-таки уже услышали. Но как ни странно, Прохорова с пути бизнесмена в эту политическую тематику столкновения, когда я ему предложил возглавить политическую идею, но он возглавил Союз правых сил, потом свою партию, и сейчас ее бросил. То есть человек, который рожден для одного, он должен все-таки соответствовать тому, где Кстати, этнически он он может быть. вот русский, но в то же время этнический еврей. Он не является русским. Это про меня? Или Нет, про я Прохорова? не про Прохорова. Ну, я про него не говорю, поэтому мне Я смысла не про говорить. вас ничего не сказал, я не знаю просто, что я могу говорить. Еще раз, я пришел как уважаемый человек, уважаемым людям, слушаю, внимаю. И не могу вами что-то посоветовать, потому что еще не все знаю. Поэтому прошу извинения, что я отвлек мнение. Вы, если скажете что-то, я могу в резюме что-то рекомендовать, посоветовать, предложить. Услышите меня, это хорошо, не услышите, Приняли, хорошо. спасибо. Может быть, я могу что-то взять на себя, поэтому я собираюсь на Друзья мои, я что хотел довести? Да если сегодня крымского татарина спросить, ты любишь русскую или нет, он скажет, что из-за того, что русский меня переселял в Средней Азии, он скажет, что я не люблю. Хотя это делал Микаэл. Понимаете, по ее инициативе, под ее руководством. Если сказать карачаевца, кто вас переселял, опять он русского не будет уважать. Хотя его перевел, их переселял грузин, и туда же переселял грузин, понимаете? Берия и остальные. Понимаете, вот это искусственно создали вражду между нашими народами. Я вам опять говорю, что цель создания нашего общественного политического движения не только устранить эту фальсификацию,
устранить даже нелюбовь между нашими народами. Хочу я добавить вам. Да. Но, между прочим, ни карачайцы, ни крымские татары к русским плохо не относятся. Они с ними- Есть, они с есть ними среди них. очень- Любят их за то, что, что они- русские нас они- переселяли. Да. Почему они недовольны сегодня, когда вошли Но- в состав России? Некоторые татары. Виноваты Они русские. обвиняют русских. Виноваты понимаете? русские, Не правильно. наш тот режим, который вот в том режиме Микоян свое дело делает. Понимаете? И украинцы. Да, понимаете, вот, то есть армян свое дело делает, к сожалению. Оккупировали русские. Понимаете? То же самое, если спросить войнавских народов, такой же, понимаете? Ну, эти войнах не понимают, что это Микоян специально туда к тюркским народам войнахов перемешал, чтобы не сказать, чтобы на русский завтра что... язык, на русский народ никто не переводил стрелки. Это государство русско-российское, это другое дело. А русский народ это другое дело. Это русский народ за государство российское не отвечает. На русский язык, понимаете? Я согласен, я имею в виду, что вот бытовой уровень, подход к бытовому уровню, это и есть. Другую сторону, да? Я в прошлый раз выступая сказал, есть такой глава лидер уйгурских народов по всему миру, да, Конгресс возглавляет женщина. Эта женщину когда-то год назад премьер-министр Кабулев встречал, да, Рабия Кадыр, да, встречал на высоком уровне премьер-министр, император и так далее. Это показатель чего? Для Японии уже ясно, что растущая экономическая военная мощь когда-то будет ударить по Японии. Поэтому начали там головорез, так сказать, сепаратистов подписывать. Понимаете, такая же угроза для нас есть. Уже Дальний Восток и Сибирь, китайский картах, это не российская земля, а китайская власть. То есть даже угрожающий фактор Я бы не хотел Китая. называть это Рабия Кадыр сепаратистом. Они сепаратисты. Ну хорошо, лидер уйгуров. Здесь Восточный Туркестан. маленькое объявление, Да. чисто техническое. Да, да. У кого одежда в раздевалке внизу, просьба забрать и повесить здесь. Дело в том, что там человек уходит. У нас там мероприятие просто было, оно закончилось. У нас такая раздевалка не постоянно. То есть имеет ограниченное Да. То есть я выступаю о чем? Я выступаю о том, что повесить здесь. Да. Хочу сказать, что вот, то есть нам все равно вместе жить, русским и тюркским народом. И вот в этом духе продолжит выступление. Борис, ты или наш Кыргызстан? Да. Я хочу отдельно смотреться на днях. Потому что, понимаете, вот народ пришел по истории, кто-то пришел, нам нужно, я там пришел, да. Вы поняли? Нету грунта, я здесь вас хочу видеть. Понимаете, и модератором, и руководителем и так далее. Хорошо. Давай я вас провожу. Сейчас, поскольку многие коммунисты приходили, то есть когда Башир сыграл для Тувы Ельцин, потому что он в 94 году приехал, первый раз из глав России в Туву приехал. Для Тувы он сделал очень много. Во-первых, снизил возраст пенсионного мужчины до 55 лет, женщин 50 лет.
3 минуты перерыв, потом подарил полчаса продолжим. самолет Я-42. Там больше 100 машин, по-моему, дал деньги на строительство музея. У нас сейчас очень хороший музей. И даже вот просто как его приезд, такой большой знак, и поэтому многие мысли, я бы так сказал, и философские. Но предлагаю как вариант выпустить такой словарь, толковый словарь турецкого и турецкого языка. Как есть русский язык толковый словарь, где есть прямо написано словарь иностранных слов в русском языке. Около 65 тысяч слов было раньше. Значит, если сделать такой словарь, то можно не просто, как вот в Чимкенте предлагают, там взять базовые несколько слов и вокруг этого что-то строить. А действительно и азербайджанские, и все тюркские слова, и обозначения, и толкования дать в одном словаре. Это моя идея, как бы я ее сейчас озвучиваю и для чеченского, и индусского. Потому что индуши тоже очень ревностно относятся к тому, что там это как бы часть рода или как тайпа чеченского народа. Они говорят, что это отдельная нация, отдельный народ, я их тоже понимаю, но если сделать такой словарь, я думаю, что тоже было бы это объединяющее и во многом снизило бы конфликт, как бы, который идет на подсознание у нашего населения, у разных народов. И дело бы это общным, как бы, да, общным. То же самое, мне кажется, и со славянским языком. То, что сейчас говорят по поводу Украины, что бьют за язык, что нам не дают говорить нам, но это, мне кажется, тоже за уши притянуто, потому что говорят одно, а делают на самом деле другое. Тоже можно было бы создать такой словарь, да, где были бы не только чисто какие-то русские слова, на котором сейчас практически мало говорит, потому что через слово там слышишь один мат сплошной. А если бы взять эти слова объединить, то было бы тоже замечательно. Слова толковые, или операция на то, что там правильно сделать. Вот я хотел бы сказать это. И дальше можно было бы на этой случае найти общий язык, общность целей, общность как бы того, что мы хотим сделать. Это для благополучия всех россиян, я так понимаю, да? Теперь уже всех, кто присоединились к России, это и Казахстан, Киргизия, таможенный союз, там Евразийский союз. Ну, конечно, надо рассматривать с точки зрения государственной политики. Если мы будем рассматривать эти вопросы с точки зрения частных, допустим, чисто татарских или чисто чеченских, но тогда это немного выходит в конфликт с государственностью, потому что государственность предполагает все же долбить всегда кого-то, наказывать, усреднять, выступил, срезать, посадить. Вот это закон государства. И кто там кого купил, да. Я потом уже узнал, что Филатов Сергей Александрович, с которым я имел беседу перед тем, как они эту войну развязали, он мне так сказал, что мы не успокоимся до тех пор, пока вы изнутри себя не взорвете. Это потом я узнал, что он армянин наполовину. Почему они вместе с евреяном и пели вместе, когда подливали масло в огонь в этот конфликт, в то время как грузины, которые якобы должны были быть самыми обиженными для чеченцев, они ни один из грузин не выступил в плане того, чтобы подливать масло в огонь вот этот конфликт, который был на Кавказе и в России в целом в последнее время. Вот я бы это хотел сказать и желаю успехов, удачи вот этому мероприятию. Оно очень нужное, полезное, все, что объединяет народы, это очень полезно. Вот, и российские
писатели с мировым именем, известные в свое время, высказывались по поводу и магометан, и мусульман, и христианства. Они не всегда были согласны с догмами церкви. В частности, вот мы можем сказать про Льва Николаевича Толстого. И вот моему другу, который справа, сказал, знает ли он произведение «Ильяс», которое написал Лев Николаевич Толстой. Почитайте, с такой любовью написано просто прекрасно. Про мусульманина, про башкира. И вы уже сможете сделать вывод, стоит ли нам делиться. И есть письмо, которое написал одной смешанной семье по поводу, по какой религии воспитывать своих детей. Тоже это известный факт. Поэтому нам ни в коем случае нельзя разделяться, и ни в коем случае не следует нам принимать советы Юрия Крижанича. Наверное, читали книгу Юрия Крижанича, сербского такого деятеля, обязательно рекомендую читать. Она полезная. Это документальная книга, где он говорит, татар надо пускать в это базары, там, на рынке после обеда. Их нужно вот так вот давить и так далее, и так далее. Вот. Он дает нашему правителю, по-моему, в 17 веке написано, Юрий Крижанич. Он сбежал, жаловался на немцев, приехал сюда, в поисках поддержки, спасите нас, там, немцев, нас, славян, там, юг и так далее. Вот таких советчиков нам нужно меньше слушать, а нужно обустроить вот нашу территорию, наш дом хорошими делами. Вот, у меня всё. Можно еще вопрос? Вот наши некоторые националисты, да, вот, есть такая позиция. Вот, можно создавать независимое государство на территории России. Есть такая позиция. Как вы думаете? Вы знаете, в любом случае, если народы живут хорошо, если в каждой республике дать жить хорошо, никто не будет стремиться к какой-нибудь отдельной государственности. Почему? Потому что вот когда вы стали человек, он добрый, он щедрый, понимаете? Он раздает, ему надо развиваться дальше, иметь контакт. Вот я рассказывал вот эту очень интересную историю, связанную с Украиной, и то, что нашел там кипчакские вот эти корни на Украине. Но это торговые связи, они же были, они же есть. Если мы не знаем, это не значит, что их не было. В Венгрии целое поселение казахов. Я не знал, куда они эти указывают, потом профессора, когда начали ездить, целое поселение. Как они там оказались? Да. Да, тут то же самое. Вон у нас, сколько наших национальностей? 7 генералов, оказывается, было у иракского этого диктатора чеченца. Ну оттуда я нашего консула Марсаку, который там был в это время, я спрашиваю, это правда или неправда? Да, да, это правда. Да. Ну как они оказались и когда они там оказались? Кто его знает? Сейчас в этом Иерусалиме, в Израиле, 500 лет тому назад они принесли, документы положили, в попах ходят, живут чеченцы в Израиле. Откуда они 500 лет? Мы вот там жили. Да. Начальник ну, откуда я знаю? Ну не знаю я. Есть. Османская империя была. Да, вот. Как имеется, все вы Я вас хотел спросить не об этом. Я хотел спросить Ну, вот сейчас. Ну, я отвечаю. Вот надо определиться. Плохо жить, но сохраняет. Прошу прощения, прошу прощения. Я прошу прощения. Регламент, у нас есть тема. Знаете, значит, вот что я вам скажу. Значит, во всех этих вопросах слово тюрк участвует, да, вот, тюркских народов, тюркской культурной программы и так далее. Давайте тогда мы, может, поменяем тему, уберем слово тут тюркское, напишем народ, если обсуждаем всех народов. Ну, прошлый раз Бурунтай Бибиров сказал, если мы сейчас уберем тюркские слова, да, общий народ, опять мы тюрки стороне останемся. Да. Он нам задачу поставил, ушел, а то он не пришел и не мог отменить. Вопрос об этом. Мы
у нас есть тюрки, есть у нас проблемы, Да, есть семейные проблемы. да. Решаем эту проблему. Как только окрепнем, будем дружить со всеми. Никто ни с кем воевать не собирается. Да. Нас интересует проблема тюркских народов и их решение. Мы сказали, что начнем с культуры, чтобы общаться, развиваться и так далее. Поэтому в этом ракурсе я прошу это учесть. У нас есть это. Мы не каждый день встречаемся, мы редко встречаемся. Раз встречаемся, мы обсудим тему. Уже часто будем встречаться. Но, нет, руководствуется как бы... Подожди. Значит, если у меня еще замечание по поводу это самое, в другом месте объясняться это, если всего бояться, то вообще ничего решать не сможем. Значит, нас что интересует? Волнует. Начинаем с востока. Уйгуров сегодня китайское правительство обижает. Да, они из мечети, это одного с бережем города и чадры сняли из-за того, что вам не Аллах платит зарплату, а чечен это санкт-петер. Китайское правительство. Это ущемление прав. Вот нас это волнует. Нет, а у нас проблемы остались, мы тут в системе. Я задавал как будто у нас организация Объединенных этот Наций. вопрос я задавал, он так бедерку. Отношение Ну, уйгуров. Его ответ. Как бы ни старались уйгуры, как бы молодых своих не сдали, так сказать, китайским властям. Понимаете, сейчас, пока Россия не поддержит уйгуров, там никакой уйгурской независимости не может. То есть сегодняшнее движение уйгуров только то, что молодые просто будут гибнуть. Это его ответ. Это, смотрите, Я задавал этот вопрос. Дальше идем. Да. Переходим к Ирану. Каждый день вешают там это самое, азербайджанских тюрков. Да. По 20, по 40 человек. Прямо как в средневековье. Да. Это только волнует? Волнует. А что ничего не говорим? Мы еще о культуре говорим. Мы не Сейчас. доросли до того, что завтра сделать политическое заявление. Значит, я вам одну вещь скажу. Давайте мы превратимся в силу, да? И если политическую, культурную, я не знаю, ассоциацию и так далее, тогда какое-то заявление можем делать, допустим, пригласить, почему наших братьев гагаузов обижает Молдавия. Я первое заявление об этом хочу сказать, допустим. У меня настроение такое. Но я пока не сила, понимаете? Об этом тоже в таких местах надо говорить. Да. Потому что кто-то знает, кто-то может не знать. Согласен. Я думаю, что обсуждение... Семейные Да. проблемы. Здесь у нас повестка дня Чингизбелем. Тема совместных программ. Да, я сказал, вот то, что Сабантуй есть. Собачьи слова, вот там. Да, татарских народов. У нас есть Навруз и так далее. Давайте подумаем. Допустим, когда наши братья, допустим, тувинцы отмечают свой праздник, чтобы не только индивидуально меня пригласить, да? Пригласил хотя бы из каждого тюркского народа 5-10 по возможности один представителей, понимаете? Как это случайно оказывается, допустим, Сабантуй, я этого не хочу жить. Я хочу, чтобы человек 5-10 от азербайджанского землячества татары братья наши пригласили. Вот как взаимодействие в рамках культурной программы. Пожалуйста. Вот на нашем сайте МТСС.ру, Да. вот у нас есть такой раздел афиши, какие мероприятия культурные проводятся. Да. Вот мы с недавних времен уже решили по всем тюркским, ну раз они татары, по всем тюркским, которые нам известны, мы тоже туда вносим. Вот. И пожалуйста, значит, смотрите, там здесь концерты бывают, в других местах приходите, слушайте. Пожалуйста, вот это может быть и на этом сайте можно на вашем сделать то же самое. Афиша. Какие тюркские мероприятия проходят по дням. А мы откуда знаем? Целые 2 часа Вот берите от нас, у нас есть эта афиша. Уже Вот. народ собирается ходить. МТСС.ру. Вот об этом надо было говорить, значит, О. конкретные вещи. Да, вот я вам говорю, да. Вот, не знаю, вот, То есть что когда происходит? есть вообще какие-то во всем группы, этом мире? Facebook и так далее, есть какие-то сайты, площадки, да, чтобы можно было массово передать информацию. Не вот 20 человек, да? Сейчас кратко скажу, у нас есть... Не, надо об этом писать, вот есть какие-то, чтобы... Не, мы все равно можем создать группу подумать. в Фейсбуке, и Да. все, и нет проблем. Это опять Надо создавать. Если я вчера Давайте искал, назовем это как? Тартария, назовем Тартария. я даже в татарской группе, я пытался... Нет, давай великая То есть Тартария. произведение времени от друзья Татарич. Вот, Все, завтра создадим эту группу. Вот о чем я говорю. Когда чеченец товарищ меня не совсем понял. Вот у меня второе предложение было. не так Сейчас, одну хорошо минуточку. объяснил. Мухаммад Ахмад, я не договорил.
Значит, сейчас по культуре идет серия передач, значит, это написано войной. И там постоянно русские говорят о войне, русские только, да? И вот русские зачитывают, что там русские поэты пишут, так далее. Мы завели группу в Фейсбуке, да, что тюркские, другие народы вообще, тоже у нас же есть свои поэты, да, свои музыканты, да. Мы же тоже что-то говорили о войне, поэтому свое слово мы там уже вот собираем свои слова, вот это кумыки. Вот правильно, известные личности. Да. Вот давайте соберем, каждый народ предоставит Каждый у свой нас национальный есть народ. стихи интересные, да, произведения. Вот давайте мы их соберем, потому что как будто нас нету на этой земле. И войну кто-то нашу тоже хочет присвоить. У нас же и свои герои есть. Вот. Полно героев с каждого народа. Значит, вот третий пункт, который есть, создание информационных площадей для агитации культуры языка тюркских народов. Как раз давайте поговорим о наших возможностях. Да. Какие сайты есть, где можем общетюркские размещать. И какие контактные группы есть. И какие можем создавать. Да. Есть сайт, да, вот Улус Ньюс, там есть страницы каждого народа, да. Вот нам необходимо из каждого народа, вот, тюркского народа, из каждого, да, один человек, вот, дать модератора, да, вот кто умеет, мы дадим ему доступ, и вот это сайт туда будет возмещать информацию о культуре, праздниках, все это, да. Если туда попадет, все будет. Я зашел, любой, да, нашел вот эту страницу, открыл, я читаю. И мы все быстро будем обменяться информацией. Я думаю, что вот это в первую очередь надо делать. Да. Там в культуре есть такие места, даже президент отдыхает. А мы не знаем. Это место почему-то туда не ставят. Каждый один человек найти, нужно студента, который может что-то сделать. Именно. Мы дадим доступ, они просто будут заходить в свой народ и там добавлять, да, добавлять по культуре, по истории, потом по их писателям, ну, вся информация о народе. Да. Я думаю, что вот это можно в течение месяца сделать, да, и один сайт будет объединять всех. У нас сегодняшний день у нас 10 тысяч человек каждый день заходит. Если мы вот это сделаем, да, у нас там будет 100 больше. Обязательно создавать. Это покажет наши силы. Если нет, да, в Фейсбуке, и рекламировать Нет, наш там сайт, можно ваш сайт рекламировать. Я предлагаю общую доступность, а не отдельно. Общую надо сделать. Нет, там идет на турецком языке. Это вот Русский, это как раз английский. общий, если посмотрите, там три Нет, языка. общий. Там Это есть- общий, всех там народов. Я посмотрел. Да. Всех тюркских народов там Нет, я имел в виду не по группам вот, татарским, а общая эта таблица, где все мероприятия подряд Там общие, перечисляются. там Да, посмотрите, все вместе. Вообще в мире сколько миллионов татар живет? Вообще этнических татаров сколько миллионов? Ну вот сейчас. И здесь, ваши за границей. Сейчас скажу. ТНВ провел опрос. ТНВ смотрит казанский канал 35 миллионов. Правильно. По моим данным, за границей около 13 миллионов татар живет. Больше, чем татары России. А почему они основные татары читают турецкий портал, то есть турецким алфавитом всяким, не кириллем, а турецким. В том числе чеченцы. В Чечне живет это 1 миллион чеченцев, а в Турции 2,5 миллиона чеченцев. Они пишут на латыни и почитают по-турецки. Все этого, которые мы предлагаем, на русском, на турецком и на английском языке. Нет, это хорошо. Вот главное здесь помогать этому статью. Про культуру, про историю, про название земли, которые переименовали советскую власть. Информация, полностью разборка, полностью отдавать туда. Вот такие статьи нужны. Желательно достоверный источник. Да, можно даже про песни, можно даже видно ученых, героев, которые говорят. Мы то же самое занимаемся, тем же самым занимаемся. А вы занимаетесь, а мы говорим, что это международное. Если мы будем территорию России делать, всего 20 миллионов турков будут читать, а 70 миллионов в Турции и 50 миллионов в Иране. Около 300 миллионов турк есть в земле. 300 миллионов. Переводить надо еще.
Перевод это трех языках. На турецком, на английском. Кто будет переводить? Значит, каждый народ, вот там есть рамка, да, допустим, тувинцы. Тувинцы свою информацию поставили, перевели на английский язык и так далее. Вот первый можно победить, кстати, первый, вот можно сразу создавать, вот 70-летие победы, да? Урон тюрков. Понимаете, вот Баку не город-герой, но хотя больше делал, чем город-герой. Сейчас американский парламент обратился к российскому правительству, чтобы назвали город-героем и так далее. Понимаете, если многие вот герои, да, которые есть, почему не будет, почему наша молодежь не будет знать, что какие у нас герои были, где умерли за отчество, каких фронтах воевали и так далее, и так далее. Вот первый, допустим, вот там же, на палестинской странице дело, каждый из наших сайтов, 70 лет победы. Вот вам тема. Объединяющая. Посмотрим, как наши буряты тувинцы воевали там, якуты, кто воевал там, татары наши как воевал и так далее. Поэтому надо действительно, да, объединяющие вот один Объединяющие, мы говорили о сайтах, да? Есть один сайт. Не хватает, давайте второй сайт Да не надо второй, не хватает третьего создать. Но у меня предложили, что пока один есть, его используем, а потом общую нашу информацию размещать во всех сайтах. Чем больше Тувинских, информации, татарских, якутских и так далее, так далее. Да, дублировать, да. Вот еще один Шайк мне сказал. Он хотел даже эту информацию поставить в Facebook и группах, да? К сожалению, администратору не поставили. Не одобрили, да. Не одобрили. Многих разных. Вот вы, допустим, тувинскую Вот группу. единственное одобрили, Давайте кумырскую группу не Да, одобрили. Киргизы не одобрили, татарскую группу не одобрили. Татарскую группу, просто. Не одобрили. Все, вот мы будем, Шайк, отправлять будешь нашим друзьям, вот инициативную группу, которая есть, и они сами пусть отправляют на свои вот контактные группы. У тувинцев есть единство тушек народов. У нас вот эта группа целая. Даже есть. Отлично. А кто там есть руководитель? Или с кем можно общаться? Вот с ним, через нашего друга. Он у нас в инициативной группе. В следующий раз он его пригласит. Я надеюсь. Нет, не надо. Там необходимо только данные, да, его. Вот сайт, вот с кем можно общаться, его телефон. А мы, у нас есть контактная группа, мы будем созваниваться, найти. Давайте в следующий раз, это наш До. конгресс постоянно... Сейчас в России язык турский. Чеченский. Да, это турский, это есть наш язык. Чечени миллион чеченцев. А Турция 2,5 миллиона чеченцев живет. Их язык сейчас в данный момент. Их на документы идет. Язык сохраняется, обычай сохраняется. Черкес живет. Все в турецком языке. Даже дискуссия была. Как это было чеченское правительство. Сделать общенациональный язык Кавказа, турский язык. Был тоже возьмут. Сейчас тему подняли. Сейчас нет. Но как в китайское время было это вопрос подняли. Нажимаешь чуть-чуть. Да, языком межнациональных отношений. До 36 это был кумырский. Да, язык межнациональных общения, да. Я почитал вот это дичь дивизии. Когда это Варшава, дичь дивизии зашли туда, там было 3 отряда. Дичь дивизии. Это был ингуши, кабардинцы, абхазцы. Потом, нет, посмотри, первый отряд. Второй отряд что был? Дагестанцы, адыги и черкесы. А третий отряд, чеченцы, азербайджанцы, то есть турки называли. Потому что это раньше это ингуши, да, всегда чеченцев конфликт был, земельный конфликт был, все мелкие, что удивительно, даже говорят, что царь знал, что они никому не будут подчиняться, только это дал свой родной брат, чтобы он был командующим, когда они могут его слушать. То есть, почему мы говорим, это информационный портал, вот и здесь, идет турецким, потому что больше населения этого языка понимает. Второй идет английский, потому что информация идет все время идет на русском. А третий, наша эта страна, есть определенное пространство Союза, люди читают по-русски. Пусть почитают.
Информация дадит от Чечни, его история, его проблема, его будущего. Дадит Татарстана, дадит Тува, дадит и другие, даже этнические русские, пусть будут. Мы ничьи национальные интересы не шумляем. Посмотрите, история должна Татарстана, оправдываться. Нет, это вообще. один вопрос. История татарского народа, другой вопрос. Это более широкий Да, вопрос. правильно. Это не только этого. Раздел есть история. У нас есть раздел истории. Вот турская история, мы откроем эти все истории. Есть раздел ислама. Есть раздел славянской истории. Да. Что еще по этому поводу? Третий пункт. Создание информационных площадей на сайту для агитации культуры языка Ну, тюркского как народа. раз уже есть. Это Есть мы еще обсудили. Надо до нашего следующего Все-таки сайтами, а публикации книги в виде отдельных монографий, показанного, например, народа, истории, Это будущее. Это Чтобы изучали нашу историю, чтобы изучали нашу историю, нужен определенное время, нужно новое поколение, которое избавится от идеологии. История один. А когда есть идеология туда, тогда это не история. Ну хорошо, у меня один еще такой замечание такое. Так. Те книги, которые сейчас существуют, изданы, наверное, было бы желательно нам сделать перечень таких книг и хранить, допустим, в этой библиотеке или где-то должна быть библиотека для чтения, созданная нашим этим обществом. Правильно. Нет, у нас как раз вот здесь сайт, да, есть эта книга, да? Раздел книги есть. Электронная версия, все книги. Я хотел бы вас информировать еще об одном моменте. Так? Значит, у каждого из наших народов, которые вошли в состав России, они вошли разными путями. Одни добровольно, некоторые по принуждению, некоторые после кровавых событий. И, к сожалению, сейчас вот составляется же история для учащихся школ. Так? Необходимо, чтобы мы отслеживали, что там будет написано о каждом из народов. Какова она сейчас, как она гармонирует с нашими воззрениями и что должно быть фактически. Потому что я, например, несколько года, 2-3 или там больше, часто бывал в Туркмении. В Туркмении очень любопытная ситуация возникла. Там, значит, их больная память, это Гёктепе. Гёктепе — крепость, которая была взята в 1880 году генералом Скобелевым. Я, значит, после того, как оттуда вернулся, видел этот музей, великолепный музей, сделан ими. В духе восточный такой вот строений, мечетей. И они там остановили всех защитников Геоктепе того времени, этих своих, бывших своих защитников. Я вернулся сюда и стал копать эту историю с точки зрения нашего освещения, русского, настоящего. Значит, русский генеральный штаб, да, ему сделал такую вещь, что нигде, наверное, в наше время уже не делается. Каждое событие такое, каждый момент войны генеральный штаб документально все освещал. Например, по Чечне примерно 25 томов там есть, как завоевание Кавказа шло. По дням буквально. Какие крепости что брали и как брали. Как брать, да. И, значит, а я же копал Туркмению. Мне было интересно посмотреть после вот этого. Действительно, очень много источников, много-много этих самых. И, значит, брошюрки там была брошюра, значит, для солдат русской армии издавалась, как наши во время Отечественной войны издавалась брошюрки воину там. И будет окажется, это было еще в 80-х годах позапрошлого века. Генерал Скобелев там без всяких этих прикрас, без всяких этих экивоков в ту или другую сторону. Он, значит, был героем, который заставил этих самых туркмен, которые не подчинялись России, значит, ну там описывается, как это брали Киев-Тепе, это просто страшное дело. Значит, взяли ее, у них не было же, кроме ружей не было, у туркмен ничего не было, а здесь была артиллерия. Причем взяли, значит, Киев-Тепе и Туркмению завоевывали после взятия Кавказа.
Кавказские, значит, когда, значит, завоевали Кавказ после шамильских войн, то там освободилась огромная масса русского войска. Их куда теперь девать? Их решили в это время, когда Россия пыталась по пустыням Средней Азии дойти до Туркмении, несколько раз, 2 раза, по-моему, у них неудачный поход был. А этот раз уже там через море переправляешься, армия готова, и тут уже недалеко идут до Ашхабада. И вот это все было значит, совещание в Тифлисе было, после окончания этих вот войны на Кавказе, где было принято решение, что теперь пора завоевать Среднюю Азию, ну, вот, самый краткий путь переправиться через Каспийское море. Вот эти все факты, и вот то, что там было, это просто я не могу сказать, я эту брошюрку прочитал, и у меня вспомнился Казань, как Казань брошюрка. И там тоже всех выразили. В Казани я тоже там, вот, казанская сирота пошел в октябре, когда выразили всех, кто защищал Казань. То же самое произошло и в Туркмении. Значит, там примерно было сконцентрировано 20 тысяч туркмен в этой маленькой вот такой длиннописной со стенами крепости. Они были тихими щебетни, они не имели артиллерии, ничего не имели, кроме оружия такого кремния. Естественно, несмотря на их храбрость, безумную храбрость, они были обречены. Но они защищались до конца. И когда, значит, проводили стены, это георгии Кепской крепости, туда проводились эти казаки, все вот, российские военные. И там сошло самое страшное. Там они рубили, уничтожали. И те от ужаса каких-то нашли там еще ложники, убежали за пределы крепости. Так и не хватило же ума остановиться русскому войску, дабы со скобели. Они дальше выскочили за ними в погоню, и по пути там гнали их верст 20, уничтожая всех подряд, и женщин, и детей. И Скобелев был во главе этой казни на белом коне. Это описание, которое сложили, написали в 1982 году те, которые брали ее в КП. И говорили, что наш великий генерал. Как это совместить с тем, что мы сейчас его имеем странственный имени Скобелева и так далее. Но ведь в глазах этих вот очумевших вот такого безвыходности туркмен, он был самым ужасным человеком. То есть эти вот моменты исторические, кто их опишет, мы должны все забыть, чтобы невозможно сейчас уже к этому не забывать нельзя. Надо помнить. Но как ты помнишь? Чтобы такие не повторились. Разве это можно сейчас написать? Даже нельзя хочу сказать. Это будет истолковано как против, что есть в России. Помогайте сколько Этнические евреи, вы знаете, у евреев обрезание делают. Сейчас ситуация такая, что мы сейчас... Ладно, сейчас я... Допустим, у нас сейчас армянский вопрос ведь возник, геноцид армян. А кто происходил с другими народами-то? Давайте мы одновременно и геноцид всех народов вспомним. Еще раз крымско-татарского народа вспомним. Геноцид это кавычка. Что такое геноцид? Я по поводу геноцида 2 слова скажу, 2 слова. Буквально, да. Очень интересный момент, я Кузнецова книга, читайте. Он работал по российским архивам. Значит, после 1877-78 года, войны, русско-турецкой войны, часть Балкарии освободились, Сербии и так далее, Балканах независимых государств появились и так далее. И Россия взяла часть Кавказа, между Турцией и Россией. Это был Эрдоган Кас. И как бы эти территории стали Батум, в том числе Батум, как бы оккупационная зона России. Благодаря тому, что армяне, братья наши, создали там банк-клуб и начали истреблять местного населения, курдов, грузин, адыгов, там лазы называют их. Там турки не умели, там только азербайджанцы в этой зоне живут, из тюркских народов. Курды умели, там адыги, грузин, азербайджанцы и так далее. Очень много они убили. Вот по тем, значит, бандитам, бандформированиям, российские военные трибуналы,
несмотря на то, чтобы пророссийский, да, проармянский. Это сохраняется архив. Да, архив. Вот российский архив подтверждает все. 774 был решений военных трибуналов по наказанию армян, армянских бандгрупп. И там ни одном деле нет ни одного армянина. 50 человек, 70, 100 и так далее. То есть они совершали отношение к местному населению геноцида. И военный трибунал России, это история, вот Кузнецович, это архив открыли. Почему вот Турция, бросили. я извиняюсь, вот Турция 10 лет назад сказала, что давайте откроем архивы, мы даем 5 историков турецких, армян пусть дают и Европу пусть дают, чтобы пусть историки это разбирают, а потом это дело передадим дипломатам. Армяне до сих пор не открывают. Почему? Потому что там же нету умершего армянина. Есть умершие местные народы. Речь не об этом, речь идет о том, что да, армяне молодцы, они сделали, поставили в мировом уровне да, признание. Почему мы не делаем, да, мы не показываем, которые нагайцев истребляли, которые истребляли туркменов. Почему мы не делаем? Потому что мы слабы, мы разобщены. Нам наоборот надо вот это сейчас Армяне даже открыли в Москве музей. Вот недавно. Как еврейский музей. Но им помогает государство, им помогает. Нет, какое государство? Больше их не вот это диаспора работает. Армения, армянское государство. Какое армянское государство говорит? Это форпост России. Какой у них ничего нет абсолютно. Экономика полностью зависит от России. Что у Армении есть? У них люди, каждый человек вот в этом да, ставит свои лептицы, помогает. А поэтому нам надо объединяться для того, чтобы быть сильным. Ереван Плаца, вот на Даниловской площади построили такое огромное здание. Название Ереван Плаца. Около мечети построили, пока мечеть нашу, они уже себе... Вот видите, наш товарищ сказал о проблеме Göktepе, да? О проблемах туркмен. Мы не объединились, мы не собрались, мы не знали. Нет, надо освещать. Проблем есть других народов. Почему я говорю, что мы в рамках общественного политического движения не останемся? Скорее всего, в рамках этого создадим ассоциацию историков, я думаю, что ассоциацию филологов и так далее, и так далее. Поэтому меня вот, предложили, что, друзья мои, мы каждый раз должны расшириться. То есть вы приглашаете в следующий раз, допустим, наших хакасов. Я уже позвонил. Отлично. Других, так далее, так далее. Мы должны расшириться. 17 числа, примерно, Бронтай будет, когда будем создавать оргкомитет. До этого нам еще один мероприятие надо провести. Я думаю, надо. Где-то 7-8 мая. Нет, там смотрите. Вот сегодня я рад. Наших татар братьев я пригласил. И Борис Ильяса пригласил, мы расширились. То есть я хочу, чтобы к 17 числу смотрите, вот сегодня, больше были народу. Сегодня это да, разговор был о культуре. Да? Да. В следующий раз можно сделать об истории тюркской. Да. Именно вот кто историей занимается, историков собрал конференцию да. И сделать тему. Да? И потом от этой конференции да, там, всех сайтов указать, да, что говорили, там, кто вступал, все это, да, ну это будет интересно. Если когда будет народа много, да, народа будет много, тогда из них можем выделить, допустим, историков. Им задачу давать, что историческая комиссия, давайте чаще будем провести конференцию. Много это хорошо, не всегда, это не всегда много хорошо. Каждый люди, да, каждого народа, они знают, кто у них историки, где у них вот это адвокаты, они знают, артисты, все они знают, понимаете, нам именно надо озадачить, и они представители дадут. Историков, там, ну, пока вы Башкиров здесь не видим, пока вы Нагайцев не видим, пока вы Якутов не видим, я что имею в виду? Я имею в виду, сперва мы должны хотя бы не здесь собираться, хотя бы связь, найти контакт, чтобы когда информацию отправили. Нет, и еще обязательно нам нужно, да, почему здесь нету, вот, единственная одна женщина, да, почему нету у нас молодежи, вот, девушки, которые, да, учатся, да, вот их надо сюда. Сейчас был бы секретарь, да, мы 3 человека выбрали, да, из девчонок. Они, во-первых, записи вели, потом они взяли все контакты, да, они созванивались, вот именно вот эта контактная группа, да, они должны
вот это со всеми работать, со всеми группами. Только молодежь, у каждого здесь сидящих, да, есть работа, есть какие-то заботы, да. Только студенты этим могут заниматься. Поэтому я думаю, что необходимо хаотично звонить. необходимо Да. Армян в наше содружество не зовем. Каких армян? Об этом вообще, от армян Мы вообще собираемся, больше как не говорим. Тюркский народ. Здесь тюркский. Кому не нравится, пусть не приходит сюда. Только тюркский народ. Все. Из формата не выходим. Мы можем в качестве гостя приглашать. Когда надо, можем пригласить. Да, я среди тюркских флагов вижу чеченский флаг. Я говорю, что не тюркоязычный. Оказывается, флаги тюркских народов, там чеченский флаг. Я знаю. Пару раз. Да. Хотите сказать? Да, пожалуйста. Вы знаете, я узнал совершенно случайно очень интересную историю. Есть книга ветерана внешней разведки Олег Тимофеевич Безродный. Вот 82 года он написал, он сам казак из государства, из Обширонска. Написал документальную книгу. Оказывается, большое количество казаков служило в Турции. Казаки это турскоязычный Да. И было целое движение, назаровцы, как называли, там устав у этих казаков, это выбраны как из Корана, значит, это я тоже узнал. Потом вот этот крымский хан, да, он, когда царь прислал туда Потемкина или кого не знаю, значит, чтобы их выдали, там, этих казаков, хотели, видимо, наказать. Значит, и он сказал, я не могу вам отдать свою охрану, то, что мне не принадлежит. И у них действительно, оказывается, огромная связь с этими турками, с Турцией. И, причем там семьи, там живут, они занимают должность, такие дела. И еще с большим поразительно было то, что их вырезали не менее, чем нас. Казаков вырезали. И действительно их, они не могли даже не то, что хоронить. Вот прочитайте эту книгу, это просто красная западня, она вот первая книга вышла, там, пришла, и он документ. И вообще, вы знаете, я как бы не для широкого, но как-то вот в этом коллективе там были все военнослужащие, так сказать, из этих служб, они озвучили такую цифру: 57 миллионов человек во время Второй мировой войны. Это то, что было доступно им. 57, не 28. И, конечно, в этом числе не могли не оказаться татары, чеченцы, ингуши, там все народы. Ну, как раз 60 миллионов погибших было такая информация еще в 80-х годах. Я, кстати, фактически особо, извиняюсь, перебиваю, был Чуев, здесь историк, профессор, который писал о Татарском ханстве. Уважаемые люди, я там познакомился. Он сказал, ну, я предполагал, что вот это, когда люди бегали из крепостнического права, да, русские, туда, в юг, и из Турции свободно любящие люди бегали туда, то есть женились там и так далее, почему говорили, что казахских семьях говорили на русском языке, на тюркском языке. То есть он говорит, что у меня следующая книга о том, что казак является туркоязычным народом. Это тоже давно тоже есть. Мы говорим давно. Это донести надо до русской общественности России. Это не знаем давно. Даже у Шолохова, Мелехов, у него мама турчанка, поэтому... Да, то есть всегда была смешанная семья, русские, турки. А я недавно одно, Светлана, меня знакомая, она одеждой занимается, она говорит, оказывается, вот я сейчас вникался, говорит, одежда ханумов этих казаков, оказывается, одежда чистая. Вот весь это формат цветов и так далее, чисто тюркская. Казахи есть тюркское наследие. И ты говоришь о чем? Пол России спроси, знают они? Сами казаков спроси, знают? Сами знают. Знаю казахи. Нет, не знаю. Не все знают.
Есть, казахи знают уже, есть казахи. Они нас пытались отдельной нации записаться на 50 Казахи, Да, Переписи А вы примерно казахи 150 тысяч лет назад Есть и чеченские, и есть лыжские казаки. Значит, у них обязательно было в доме молельная комната, он говорит, у нас было дома для мусульман молельная комната отдельно. Вот у них была вот эта икона, и он сейчас живой, можно тоже приходить в его музей, встретиться на турецком, значит, там бывают эти встречи, он рассказывает, он пишет, у них было для мусульман вот эта молельная комната, и показывает, как это все происходило, братание, вот это раздрай и так далее. Ну, интересно это все, полезно. Это с точки зрения нашей общей культуры, я говорю. Да. И четвертый у нас вопрос – создание формы интеллигенции тюркских народов. Я что предлагаю? Действительно, вот нужда историков есть. Давайте каждый из нас пригласит своих историков в эту группу, допустим, ассоциации историков тюркских народов. Филологов своих рекомендуем и так далее, так далее. То есть не только мы разные люди обсуждаем филологический вопрос или исторический, пусть специалисты этим занимаются. Не Создавать именно форуму, да, профессиональный форум Ассоциации историков тюркских народов, филологи тюркских народов и так далее, так далее. Здесь еще есть маленькое замечание. Пожалуйста. О том, что профессора, историки и филологи, профессора, они будут писать то, что им прикажут. Я не нашел ни одного тюркского. Вот у нас есть историки в Москве. Ну извините, они мне говорят, мне нельзя это писать, мне это нельзя. Фоменко пишет русский человек. Фоменко он не историк. Ну как, вот я его представляю, понимаете, вот. очень приятно. Поэтому здесь не будут наши только писать, русские пишут, их надо привлекать. Как Вапруков говорит, да? Поэтому здесь нужно, наверное, вот сбор интеллигенции нужен. Вот та интеллигенция патриотически настроена, среди нее потом находятся вот люди, которые занимаются конкретной историей, да, но они не профессиональной историей. Вот я предлагаю тогда, да. допустим, встретиться с Фоменко. Один из наших встреч, одежда, Фоменко. Простите, а что мы встретимся? Интересно нам это? А как же? А как же? Новая история совсем, новая. Нет, у него не все, не все. Другой раз Мурат Аджи встреча, другой раз я не знаю кто, другой раз, понимаете? Мурат Аджи не может встретиться. Ну, примернее я говорю. Вот смотрите, если хотите, я вам рассказать о топонимике Мещеры. У меня, кстати, книга вышла в прошлом году. Топонимический словарь Мещеры называется. А там вот приводится там Москва, как образовалась, и кто ее образовал в Москве. И другие топонимика — это вот история, зафиксированная в географических названиях. Кто это на этой территории жил, какой народ жил, какое время жил, потом как поменялся эта самая топонимика, значит, другой народ пришел. Вот все это топонимика зафиксирована. Пока еще у нас топонимика не вся, она переименована. Мы тоже ходим через 10 минут. Лучше подождать, да. Знаете, вот мне кажется, что вот группу создавать. Группу Я извиняюсь. создавать. Сейчас ты сказал? Да. Профессора. Нет, не все продажные. Есть профессора, писатели, как филологи, которые, есть вот, ты знаешь, наверное, Олег Исмаилов Ибрагимович, который тебе все расскажет и никого не забоится. Есть такие профессора. Почему их не пригласить всех? Вот именно. Почему боимся, что кто-то кого-то что не могут всем приказать? Вот. Наши не пойдут, я русских буду приглашать своих друзей. Они больше знают, чем мы. Владимир Иванович тоже не боится. Вот вы сказали, что они поднимали, да, есть такое, например, кто-то дает фонд, да, заказ, что следует вот кто-то, и он, зависимо от его денег, он пишет, да, те, они зависимы. Но я, например, большинство, ну, процентов там 70-80, каждый историк должен иметь свое мнение, независимо от фонда. Тут уж это самое, я насчет того, что... И вот я вас поддерживаю, что действительно вот
нашем деле должны быть профессионалы, которые занимаются именно вот, если история, значит только достоверные факты, мнение самих вот, наших историков. И, ну и так далее. Филологи, вот то, что мы видим. Музыканты даже. Понимаете, даже музыканты пусть объединяются в рамках творчества Но народа. это все вот в их сайте. Это очень 50% вот этот сайт даст больше. Мы уже сделали это. Я знаю. По идее, это много все сделали. народы. Там просто надо немножко восполнять. Это большая работа. Виталий Назарович, после 14 лет мы привели сейчас солист Мариинского театра, 14 лет, Олег зовут. Приятно. Никто об этом не знает, почти. Он везде поет. Также есть очень многие известные и дети, и взрослые, и писатели, и артисты, и истории каждого народа. Вот как раз все это можно там почитать. Я хочу, У нас чтобы... есть Тимур Абдулаев в Мариинском театре тоже поет. Я хочу, чтобы вот то, что у нас есть сайт, смотрите, то, что у нас сайт есть, вот товарищ предлагает сайт, допустим. Это сайт там тоже размещат ссылку, чтобы оттуда могли переходить туда. Ты рекомендуешь мне тувинский сайт, другой рекомендует татарский сайт и так далее. Пусть друг друга они ставят туда, чтобы... И поставить. И поставить. Почему нет? Встреча Фоменко, почему не снять, допустим, на видео? Ну вот, по фильму «Ангар» как раз я могу пригласить историка, который вот фильм «Ангар» критиковал. Вот это, что это миф просто настоящий. Вот я собирал подписи, представляете? Настоящие профессиональные историки не подписывают. Говорят, вы согласны? Я извиняюсь, вот про Чечню и Ингушетию. То, что я как поселенец, как возвратитель, черкес, вот, телекомпании «Зона», знаете, да, Шевчуков, Асланбек, мой друг, он снял про них фильм, как они их прям в вагонах товарных отправляли, и тогда он там нашел у кого-то что-то было. Потом у их стариков в каждом селе взял интервью. Как они отправляли. Кстати, вот это здесь на нашем сайте, да, на нашем сайте есть фильм, да, как раз к этому, да, на нашем сайте есть фильм «Хайтарма» называется, это как репрессировали татар, это крымских татар, как отправляли все истории, да, там про дважды Героя Советского Союза, да. Вот у меня друг Да, Савеловский, вот, целый да, про этот фильм снят, у нас есть, если будет возможно, я прошу, все смотрите, там очень такие эпизоды, да, там как раз происходит в нашем народе. Теперь он хочет снять фильм, который часто получается, хочет снять. Потом хочет, чтобы... Нам разрешили. Специально называется компания «Зона». Можете он хочет так, чтобы каждая Пока чеченец, ингуш, карачаев, можно болгар, смотреть. чтобы они минимум по миллиону рублей получили. У него, Это Огуст, сайт Огуст. он это все снимает, как и говорит, съездить, познакомить. У меня есть одно материал. Я вчера, позавчера когда смотрел, как чеченские песни, проблемы выселения, потом, когда возвратились, праздничные. Он никто, он черкес, он не касается. Но он снял это. Знаете, на следующий раз мы все передаем, вот, допустим, тувинский сайт, якутский, татарский, человеку, чтобы они разместили огузы этих сайтов, вот, которые татары пишут, и так далее, чтобы вот ссылки, чтобы друг друга могли переходить. Один сайт должен быть Да. общий. Потом в рамках этого сайта, допустим, опять же, создать группу, я говорю, да, историков, допустим, назвать его историки туркоязычных, ассоциации историков туркоязычных народов. В рамках форума, допустим, там тему бросили, обсуждали и так далее, и так далее. По лингвистике то же самое. Филологи, ассоциация филологов туркоязычных народов. Потом, по поводу вот следующей встречи, да, с участием Буронтая, да, музыка, кстати. До 17 числа встречаемся, господа, как вы думаете? Как вам нравятся наши тюркские вечера? До 17 мая встретиться нам. Чтобы здесь кто-то Нет, сидел, обязательно писал. надо писать. Протокол составлять. Да, Там правильно. Потому что у нас никто не будет писать. Там Да. уже прошли. На следующий раз давайте. Поэтому на следующий раз, допустим, у нас... Обязательно нам нужен секретарь. Да. А вы не просили, я бы писала бы.
Это, понимаете, здесь инициатива должна быть с каждого, да? Допустим, Никто не 8 будет 9 кому числа. говорить, что это сделать. Ну, 9, наверное, День праздника. Почему не праздновать вместе мы? Когда? 8 9 мая. Общая наша победа. А почему не 1 мая? 1 мая. Желание есть, давайте 1 мая. 1 мая Ватан собирается, так что... Ватан ваш Ватан? Да, нас Ватан Ну, вот, вы должны нас переносить, допустим. 2-3 человека мы можем гостям у вас участвовать. Ну давайте, приходите, приходите 1 числа. Это что, Ватан, что это? Татарская общественная Народная партия Ватан. Есть такая партия в России? Вода, да? Россия, да? Российская партия. Ну, российская не была, она была зарегистрирована тогда, в 94 году как межрегиональная партия. Но мы не прошли на выборы, хотели пройти. Так, господа, по поводу 1 или 8 числа, когда нам встретиться? Или ждать 17 мая на Алтай? Нет, давайте до него встретимся. Тогда давайте, раз предлагаем встретиться, 1 мая или 8? Да. По поводу даты всего 8 9 уточните. Шамилом Дамиром, да? Здесь, да. Да, водитель скажет. Да. Я думаю, что вот, может быть 8 числа, да, собраться вот именно, да, вот именно те люди, которые, да, будут юристы, адвокаты, кто занимается заниматься движением, то созданием. Но вот проработать вот это вопрос, да, узким кругом. Важно, сейчас еще создавать. Пока, понимаете, пока у нас мало народу, Знаете, пока не будет, если не будет проект, дом не построить. Есть, Теперь понятно, надо с проекта начинать. это мы Дамиром вторник встречаемся. У него опыт есть под строительство и так далее. Да, Дамиром в вторник. Я вам могу предложить, Да. у меня есть сделанный устав Да. Вот понял. федеральной партии. Федералистская партия, у нас страна федеральная страна, а федералистской партии у нас нет. Могу предложить, он называется Партия свободных граждан России. Федералистская партия. Интересно, может быть, не успеем регистрировать. Да, Пройдем через ее партию. есть сам устав. Почти что без партии люди. Да. Почти у вас совпадает партия. Мы пойдем в беспартийной России. Так, значит, решили, где-то 7-8 числа собираемся. Давайте определимся. Да, это 7 или 8. Да, 7-8. Давайте определимся, кто кого еще приглашает. Я все-таки хочу, чтобы побольше, вот почти у нас. Я Болгарца пригласил, он заболел. Да, Нагайца нету. Гагауз будет в следующий раз. Гагауз. Чувашем я вышел, женщина там, сегодня мероприятие был дома отцова, поэтому я не мог пойти, она не могла писать. Значит, по Хакасам я обещал, что... Она сейчас, она согласие дала, но еще подумает. Дело в том, что я не мог полностью сказать, довести партиям или движение общественное. Пока диалог культур народа, скажи, чтобы не испугались. Мы даже вот, когда приглашение писали, мы назвали диалог культур. Кстати, что интересно, я видел, да? Наши братья-татары, оказывается, в прошлом году такую конференцию круглый стол провели, диалог культур тюркских народов. Понимаете, мне приятно было увидеть интернет, что, оказывается, они это уже сделали. Да. Так что давай, вот, чтобы народ не пугать, партия, движение и так далее. Давай через диалог культур тюркских народов, следующую тоже назовем так. И приглашение отправим нашим караимским братьям, чувашам вышел, значит, якутам и остальным. Значит, Хакасом ты вышел землячеству или какому-то аспиранту? Нет, тогда доктор науки. Отлично, отлично. Просто другим вопросом я здесь разговаривал, но они к таким политическим чертам не особо. Да, значит, что интересно, якутскую и башкирскую землячество возглавляет сенатор. Вы представляете, если мы охватим, да, какие люди землячество? Гагаузы генерал-майор милиции. Представляете,
Нет, почему строить? Ты же юрист нормальный, как Гаузов. Может, с одним генералом вот так нам учить. У нас тоже да, я имею в виду, что врач, допустим, исполнительный директор Гагаузского общества. То есть различные стоимости. А мы башкирам согласим, вот какой генерал придет. Генерал, он, знаете, от демократии очень далек. Нет, это нормально. Нормально не бывает. Это Вы нормально. читаете Лебедя, высказывания. Вы просто не видите. Да, вот именно если поэтому, да, вот поэтому, да. Тебя Музыканты. Друзья мои, вот, допустим, сегодня пришел, спасибо, вникся в нашем программе, да, о чем мы что хотим и так далее, да, он позже. Я не хочу, чтобы 17 числа, почему я говорю 7, 8, там, 5, есть, допустим, Якута, да, пришел 17 числа, и ему предлагаем, выходил в комитет, мы создаем какое-то общественное политическое движение. Промежуточно, неудобно 7, 8, давайте сделаем 12, я не знаю, 1. То есть, чтобы новые, даже не важно, чтобы кто здесь присутствовал, чтобы они перешли. Мне нужно, вот, чтобы на следующей встрече, допустим, пришли представители Якутов, Гагаузов, Чувашев и так далее, и так далее. Хотя бы те народы, которые не присутствовали. Но может 17 состояться. Нет, 17 они придут, да? Ничего не в курсе, что происходит и так далее. Мы вдруг говорим им, что создаем общественное политическое движение. Когда мы создаем, на следующий этап создаем. Нет, Через неделю, 24-го. он же долго не может содержаться. Бедюров долго не может здесь содержаться. Времени, чтобы подготовиться. Давайте мы, да, определим библиотеки, связываем и так далее, я вам скажу, какое число. А Брантай сейчас где? Брантай, Алтай у себя дома отдыхает, гора, в свежем воздухе, энергию собирает. Если седьмое помещение тоже здесь или где? Ну, в помещении нет проблем. Я Дамира проговорил, решить здесь решить. Нет, проблем нет, я в другом месте решу. В помещении нет проблем. Нам бы лучше, конечно, здесь. Если вас здесь устраивает, я уехал. Все нормально, вот здесь нормально. Нормально, понравится вам? И главное, это для нас родной дом. Родной дом. Вот тут библиотека, вот книги. Спасибо, что пришли. Да, я вас прошу, кайте с собой хотя бы не 3 человека, а одного представителя других народов. Потому что если клуб историков создать, или форум, да, если нет представителя нагайцев, как можно историка нагайцев туда подключить? Если нету якута представителей, как якута можно подключить? Ход магистр, ход кандидат наук, ход аспирант. Калмыка тоже нашим относим, народом России. Да. Нам Чечня, Ингушетия, Кавказ неотделимы от Азербайджана. Калмыка втором этапе переплетается. Так что, когда мы говорим, Кавказ это наш. Потому что Кавказ проблема, это наша проблема. Да, да. А вы шутите, я не шучу. Нет, как я могу жить? Мне просто приятно, потому что все нас кидают. И никому нас брать под школу. Я заканчиваю, я приеду, да. Что происходит? Нам не безразлично. Да. Абсолютно. Поэтому мне приятно, поэтому я радуюсь. Так что вот 4-й пункт, что форум интеллигенции тысяч народов создала различные группы по музыке, по филологии, по истории. Я думаю, что на следующей встрече уже можем рекомендовать из каждого народа, допустим, историю. Можно на видео все снять, Значит, нам надо секретаря Я в прошлый раз выступая сказал, и сегодня говорю, мы, тюркские народы, создавали русское государство. Мы, тюркские народы. Как сказал наш писатель Чингиз Гусейнов, благодаря русской оккупации Азербайджана есть сегодня азербайджанское государство. Россия общее наше государство. Я бы поправку. Сейчас в условиях, так сказать, в условиях, да, Чингиз Гусейнов, вступая в Дом национальности, он сказал, что... Нет, он сказал, что захват был бы Южного Азербайджана, который иранского, они тоже сегодня были независимым Азербайджаном. Это мудрые слова, чего вы от этого отказаться?
что мы Чингизы не говорили, что помогли. территория в Азербайджане 80% потерян. Чем потерян? Потерян Осталось войска России. Как можно И приветствовать оккупацию? Я там не понял. я вам скажу. 86% территории Азербайджана Я вам скажу. не в его руках. Имеет независимость, как можно говорить, что независимость? Я вам скажу, Энвер Бey, когда был вопрос аргументов фактов, да? Вопрос задавали, что когда уберут, в скорой истории России уберут слово монгольско-татарское иго. Вот отвечая замминистра образования России сказал, не забывайте, что, во-первых, это иго не было, и во-вторых, роль татар в становлении российской государственности. Это замминистра слова. У меня газеты дома, что они создали это государство. Был период феодальной раздробленности, как бы, если захват был, захватив, создали это государство. Если даже захват не был, все равно создали. Кого захватили? Здесь всегда жили тюрки. Вот, я... Теперь я понял, откуда наши проблемы. Я думаю, от турков. Да, Россия. Оказывается, вы тут командуете, да. Так что, братья, вот проблему надо решать. Проблема, российско-украинская проблема сегодня, да, показала, что врагов России достаточно. Китай растет. То есть нам совместно, тюркам, русским, вот вместе, и нас никто не победит. Поэтому будет в этом русле кто дальше двигается со мной, давайте двигаемся. И Россию, и тюркский народ. Перед китайской угрозой ни Казахстан одном остановится, ни Россию. 6 тысяч гектаров уже Киргизия передала Китаю. А Ельцин и Путин Хабаровского края передали 40 тысяч гектаров. Даже областная дума не ратифицировала, не соглашалась. Хабаровская. Вынуждены были ратифицировать через Государственную Думу. Хотя сегодня по закону Российской Федерации, федеральные межгосударственные договоры, сперва, если пограничные территории, ратифицируются субъектом Российской Федерации. Хабаровские депутаты не ратифицировали. Как в Екатерине, деньги закончатся, сразу продаем территорию. Нет, я имею в виду, что мы, если русские и тюркский народ будем вместе, нас никто не победит. Землю никто продавать не будет. Понимаете? Отдавать не будет. Через лет через 10, китайскую угрозу сами вот глазами видят. Насколько я знаю, что как он претендует на российской территории, на Дальнем Востоке, как казахстанской территории и так далее. Китайцы уже в Москве. Да. Уже итальянском китаянке. Так что даже международная обстановка нас заставляет быть в союзе, быть в дружбе, быть в единстве. Спасибо вам, что пришли. Но ведь территория Китая, я вот служил... Тоже тюркский. Северный Китай, тоже тюркский. Я служил в Новосибирске, да. А там деревня, Шанхай. Но они же жили, то же самое они живут, это значит территория Китая. Понимаете, также в Северном Китае есть тюркские территории, где 300 миллионов человек превратились на китайцев. Есть такой Северный Китай. Наши предки были вчера тюрками, стали китайцами. Да, вам нравится. И еще маленький такой у меня просьба, да? Если кто-то если кто-то читает оккупацию и так далее, если кто-то читает туркизм, пожалуйста, пусть такие люди в рамках этого сотрудничества движут и так далее. Ничего не говорю. Я за аппетит. Если правду начнем, тогда опять нам не дадут. Надо да. Если сегодня через это оскорбление. Давайте радио, будет 30 депутатов. Дальше можно 20 минут. Сейчас он поехал. Можно обсуждать. От кого меня?
Да. Отдельно вы с вами отдельно. Я вот молчал, оценил. Я тоже люблю Ленинград. Ребята, видите, какой хороший новость? Она еще вторую встречу перенесла к имени наших народов. Написала, перенесла. Видите, как приятно? На следующий раз она будет читать. Вот что такое объединение. Я запишу. Да. Да. До свидания. Нашего. Она написала. 7-го а вот оставьте контактный телефон, я вам позвоню и скажу. Сначала на своем родном, потом перевод. Потому что у нас стихи я сочиняю на своем родном языке, а переведи мое однокурсница перевела на русский язык. Мемгетербиш, мы вечны. Алтай, Хакас, Тва татар, Шор казак. Азия, Төскет билбес төдербиш. Аттарбыз эзеринге, бөөдө үйге, Аша сürtü, çayağı sürtü, çarançal biz. Сейчас перевод. Алтай, Хакас, Дырба, Татар, Казах, Шорец. Беспечные дети Азии Великой. Жизнь наша в юртах, на конях, в степях, всегда в гармонии с природой родной. Күзен қызыл шырайларда батқандыр. Күркіл қара қарақтар да соры құрдыр. Қаш-қаш 3 жыл тұрғызында шаңғыс төстің. Қадам ашты, үйріп тұрды, көшкін жонды. Темноволосый, круглолицый. И в глазах роскосный твердость духа, мужество. Из корня одного родились мы из Тюркской. И в этом наше сходство. Алтай два жерде басқылар, қаяларда пішімелдер көже-кеше. Тұзымдылар еркектер еділердер, музейлерде бұрынғымыз сөйлепшілер. Хакасии, Алтае и Хыва, Тыве, наскальные рисунки и курганы, и каменные кижи и ова в музеях древность правления ханов. Жанжалдарны бұрын көрді қойдызымыз, салқардардан салқардаршы қадағалар. Менгілерлік тағыдан шыққаш, дейір шыққаш, кедірбіз, өліп біз сүгірдігіз. И пусть потомки сохранят века обычаи, язык наш, нашу славу. Как небо, словно горы в ледниках, мы схожи. Мы бессмертны, величавы и вечны. Я вас приглашаю завтра в 12 часов у памятника Тукая. У нас здесь будет встреча, да, посвященная Владимиру Артемьевичу. Это великий татарский поэт. И вот, кстати, вы можете нам зачитать свое сотворение. Это было у памятника Тукая. 12 часов. Здесь вот как раз. Здесь, да? Нет, на улице. Здесь поедем.
Его взяли в Санкт-Петербург, живили, и потом его потомка, это отбрал полчаса, стал генерал. Приехал на Химас, Тул, это все оттуда появляются. Я позвоню лично вам. Так, не смотри, химию создали. Мы астрономы создали. Мы Джабра создали. Мы Я в прошлый раз ракет создали. Значит, не азербайджанцы внимательно слушайте, не азербайджанцы знают. Уважаемый Арсаков, у меня курс бесплатный по английскому, обществознание, история. По воскресеньям. Родственники, друзья, внуки есть, 10-11 класс, отправляйте ко мне. Это подготовка МГУ, МИГМО, ведущего вуза страны. Так что вот английское обществознание, история. История займа. Да. Что история России? Это ЕГЭ, это ЕГЭ. Да, эта методика очень тяжелая. Младший класс не рекомендуется, 7-8-9 класс. 10-11 класс. Все время профруся, не успевает. Вот я не готов. Английское обществознание, история. Это будет в другом месте, я Дамиром поговорю, и Алина сегодня вообще желающие есть молодежь, мы, наверное, по воскресеньям будем здесь править. Прямо вот за этим кругом. Класс есть еще лучше. Так что, видишь, она даже за неделю вдохновляясь, написала фильм. Как приятно. Вот там ждали чеченцев. Так, И решили, ну вы не пришли. завтра, который я там предлагал, вы на завтра? Ассоциация тюркских народов. Это когда? На улице. На чем встретил? 12-го? Это где это на улице, да? Вот, Я
Я это самое... Потом я что хочу, да, вот, я хочу вот татарский, допустим, земляшка, да, различия сейчас национальная культура, автономия, другие и так далее. Допустим, забирайте в качестве гостя, я пришел, сейчас мне известно, заявили, что есть такое движение, где хотим участвовать и так далее. Потому что это было до всех профессионалов. Я вам хочу сказать, да, Хотим. Да. вот у нас Хотим. немножко 20 Да, а я Sağından kişirindi deyip kullarımdan alasın Deli gelirsen de yürekini yanadan yuvalasın Girmesin kilime yanadan kaldırıp gider bulgaç Ni faydasına kötüden ömür